أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إله الكون قد أسلمت لك، يا إله الكون قد أسلمت لك، يا إله الكون قد أسلمت لك، ربي فاغفر زلتي ما. Дорогие братья и сестры и уважаемые гости из числа немусульман, мы благодарны вам за возможность открыть для вас окно в ислам и задать вам вопрос. Что вы знаете об исламе? Я имею в виду, что вы на самом деле знаете об исламе. Не то, что вы слышали об исламе, не то, что вы читали в газетах или смотрели по телевизору, не то, что вам сказал ваш учитель или профессор об исламе, не то, что сказали ваши соседи или друзья, или, может быть, священник, или монах вашей церкви, а то, что вы поняли, исходя из основополагающих фактов, исторических, письменных фактов о системе жизни, которая называется ислам. Не даже через поступки некоторых мусульман, потому что, говоря непредвзято, человек, если он является христианином, он не обязательно является примером жизни Иисуса Христа. И поэтому мусульманин не обязательно должен быть примером веры, к которой он или она себя относит. И будучи честным и объективным, такие источники информации об исламе или какой-нибудь другой религии не являются приемлемыми для оценки и понимания чего-либо и кого-либо. Тогда почему же так много людей убеждены? И почему же так многие люди судят о предмете, о котором у них есть скудная информация, если она вообще есть, и несколько правдивых фактов? И самым удивительным является то, что ислам — это система жизни, мировая религия, о которой можно легко узнать, если обратиться к источникам. А у ислама два источника. Первый — это письменный источник, Коран.
а второй исходит от человека. То есть это жизнь пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Таким же образом мы можем исследовать жизнь и послание Иисуса Христа. И это позволит нам узнать, что если мы называем себя христианами, каким образом мы можем следовать жизни и посланию Иисуса Христа. Посмотрите на Его послание, Евангелие, благую весть, и посмотрите на Его жизнь и на Его поведение. И это укажет нам на то, что значит быть христианином, если мы хотим использовать этот термин. Я понимаю, что в этот вечер некоторые люди пришли специально сюда для спора с предвзятым мнением. Они приготовились, чтобы выступать своего рода критиками. И в этом нет ничего плохого и ничего страшного. Но моя сегодняшняя презентация адресована не для этих людей. Мы приглашаем их послушать и даем им возможность представить свою конструктивную критику. Но мое послание этим вечером адресовано для тех людей, которые пришел сюда беспристрастным, с открытым сердцем, потому что только беспристрастное и открытое сердце может что-то воспринимать. Вы можете попробовать, например, перевернуть стакан вверх дном и налить в него что-нибудь. Вы, конечно, не сможете этого сделать. И кроме этого, я прошу вас раскрыть ваш разум и сердце, хотя бы на мгновение, если вы осмелитесь, откинув свою предвзятость, откинув свои предубеждения, внушенные вам родителями, различными учреждениями, вашими собственными верованиями и ценностями. Откиньте их на мгновение и вслушайтесь. Я обещаю вам, мы не возьмем вас в заложники. Мы не собираемся промывать вам мозги, хотя некоторым людям их уже промыли. Но то, что мы на самом деле собираемся сделать, это лишь показать вам простое, открытое и непредвзятое окно в ислам. Ислам — это система веры. Кто-то может отнести его к религии, и он имеет на это право. Но когда я разговариваю с людьми, слово «религия» в современном мире обрело некоторое негативное содержание. Таким образом, я стараюсь не использовать это слово «религия», а использую выражение «система жизни» или «система веры». И как система жизни и веры, ислам стоит на 5 столпах. И эти 5 столпов очень просты. Мы свидетельствуем, что нет никого достойного поклонения, кроме Творца, всемогущего Бога. И тот факт, что мы используем слово «Аллах», не значит, что мы верим в какого-то другого Бога, отличного от христианского, индуистского, буддийского или иудейского. Нет. Существует только один Творец, только один источник творения, только один источник всего сущего. И мы свидетельствуем, что это всемогущий Бог. Это то свидетельство и утверждение, которое принесли с собой Авраам, Моисей, Давид, Соломон, Исаак, Иаков, Закария,
Иоанн Креститель, Иисус Христос, Сын Марии и, конечно же, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Ваш Бог и мой Бог, Творец небес и земли. И мы используем слово «Аллах» на арабском, потому что приставка «аль» — это определенный артикль и означает «один», «единственный», «исключительный». А «иля» означает объект поклонения, Бог. Если мы соединим их вместе, получится Аллах. Очень четкое, лаконичное и исключительное определение. Когда мы говорим о единственном Господе, Боге, Властелине, Творце небес и земли, и всего, что на ней и в ней. Он не только Бог мусульман или Бог Мухаммада, какой-то особенный Бог арабов. Он — Творец небес и земли, и всего, что на ней и в ней. Мы также свидетельствуем, что Мухаммад — посланник Бога. И почему мы это говорим? Потому что, свидетельствуя это, мы признаем, что существует цепочка пророков. Не один, не последний, а цепочка пророков. Именно некоторых из них мы знаем, а именно других нет. И эти пророки и посланники были выдающимися людьми, экстраординарными людьми, так сказать, необычными людьми, но все же людьми. И ни один из них не был Богом, или отцом богов, сыном богов, дочерью богов, или каким-то родственником богов. Все они были людьми, которые ели, спали, пили, жили и покинули эту жизнь. От Адама, первого человека, и Божьего посланника. Первый человек и Божий посланник, и пророк. Адам, ваш отец и мой отец. Первый человек, которого создал Бог, которого поселил Он на этой земле, которого наделил некоторыми знаниями, которого испытал, и через которого и его супругу, Хавву, или Еву, как вы ее называете. Он создал нас. И вот мы здесь. От Адама до Ноя, Авраама, Моисея, Давида, Соломона, Исаака, Исмаиля, Иакова, Закарии, Иоанна Крестителя и Иисуса Христа, до Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Мы можем перечислить еще многих, но для нас это не столь важно. Мы верим во всех этих пророков и в их божественную миссию. То есть это не значит, что они поняли в какой-то момент, то есть постигли, что им нужно что-то сделать. Или прочитали книгу, или проснулись однажды, и у них появилось непреодолимое чувство донести это послание людям. Нет, мы верим, что каждый пророк и каждый посланник был послан всемогущим Богом, избран всемогущим Богом для своего послания, чтобы донести его определенным народам, для тех, кто сомневается, предложить и продемонстрировать феномены, которые на сегодняшний день мы расцениваем как чудеса. Для сомневающихся, обвиняющих, продемонстрировать чудо, чтобы этим сомневающимся и обвиняющим стало ясно, что этот человек является выбранным, избранником Бога. Мы говорим Мухаммад, посланник Бога, потому что мы убеждены в том, что Мухаммад, что его миссия, как посланника, это естественная последовательность и окончание цепочки пророков. И что его приход был предсказан Иисусом Христом, Сыном Марии. И что Он подтвердил через свое послание и откровение жизнь, послание и миссию Иисуса Христа, Сына Марии.
Мы говорим, что Мухаммад — посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, потому что мы убеждены, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, что его жизнь, послание и миссия величественнее любого другого человека, чья жизнь была достоверно записана. Я повторюсь, человек, чья жизнь была достоверно задокументирована и записана. И мы вернемся к этому утверждению немного позже. Мы вернемся к нему. Я хочу, чтобы вы запомнили его, потому что я уверен, что здесь присутствуют те, кто пришел сюда с целым набором аргументов. И у меня есть тоже несколько для вас. Ислам стоит на 5 столпах, первый из которых то, что мы свидетельствуем, что нет никого достойного поклонения, кроме всемогущего Бога, то соответствует первой заповеди, которую Всевышний дал Моисею, соответствует первой заповеди, провозглашенной Иисусом Христом, и является величайшей из заповедей. Слушай, о Израиль, Бог, в которого я верую, один, единственный, не номер один. Не номер один, после которого идет 2, 3 или 4. Не один, который можно разделить или умножить, но абсолютно один, не имеющий сотоварищей, ни одного другого Бога. Значит, Бог, в которого верую, один, и я люблю Его всем сердцем, всем сознанием и всей душой. И я не поклоняюсь никому, кроме Господа, в которого верую. И нет никого подобного Ему, ни на небесах, ни на земле, ни в море. Это сказал Моисей. И это подтвердил Иисус. И это говорит Коран. И этим мы свидетельствуем. И это является первым столпом ислама. И самым важным из них. Вторым столпом ислама является принятие и определение отношения к поклонению. Не только думать о Боге или размышлять о Нем, не только говорить о Боге или петь о Нем, но поклоняться Богу согласно тому способу, той форме, обряду, который Бог внушил пророкам, мир им всем. И это очень важно понять, что в исламе мы следуем установленным формам поклонения, что могло быть отнесено к некоторым другим религиям, установленным формам поклонения. Мусульмане 5 раз в день совершают омовение, выстаивают и совершают поясные и земные поклоны, взывая к Богу, используя особые слова, просят Его о милости, о наставлении, прося сил и прощения, просят у Него знания, просят у Него искренности. Это не какие-то отвлеченные состояния, поясные и земные поклоны. Не так, как я хочу это делать, или так, как вы хотите это делать, согласно моему настроению, ощущению или абстрактному чувству. Нет, это особый обряд поклонения. Без сомнения, те из вас, у кого есть образование, вы следуете правилам, присущим вашей профессии. Вы выполняете свои обязанности согласно этой процедуре, по ритуалу. У вас есть директива, как правило, когда, что и где и как это сделать. И время от времени вам также нужно тренироваться, повышать квалификацию. Но почему же люди думают, что они достаточно умны и требовательны друг к другу в своей работе, в отношениях между собой, в профессиях, в способностях, в умениях, то, что они устанавливают правила, ритуалы, условия для отчета перед их администраторами, президентами, семьей, родителями, учителями, профессорами, тогда как Бог недостоин непосредственных правил. Мы можем только думать о Боге, медитировать, петь песни о Боге, можем танцевать, свистеть, хлопать в ладоши. И каждый из нас индивидуально выбирает свой способ поклонения Богу. Как будто бы все пророки Бога
которых Он посылал в качестве пророков и посланников, их руководство и примеры не были наделены особой системой ритуалов для общения и для поклонения всемогущему Богу. Мы это отрицаем. Мы отрицаем это полностью. Потому что если мы изучим Писание, то увидим, что у каждого пророка Бога, у каждого из них был собственный ритуал, способ молитвы, время молитвы, то, каким образом совершалась эта молитва, слова, особые слова, посредством которых они общались со всемогущим Богом. А также никто из этих пророков не обращался к людям и не вел их, используя собственные слова. Для руководства и призыва людей они всегда использовали слова Писания, что означает «божественное откровение». Божественное откровение. Это значит, что бы Бог не внушал им говорить, они это и говорили. Таковой была Тора Моисея. Такими были заповеди Моисея. Такими были книги Авраама. Такими были письмена Давида. И таким было и Евангелие Иисуса. И, конечно же, таким является Коран, ниспосланный пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Всемогущий Бог нам, мусульманам, также приказал отдавать часть нашего богатства. И в исламе у богатства есть определение. Определение богатства — это то, что остается после удовлетворения нужд, то есть, так сказать, излишек. И таким образом в исламе есть введенное законом понятие богатства. И какое бы богатство ни имел мусульманин в своем доме, в банке, принадлежащий ему, тот уровень богатства, остающийся неизменным на протяжении года, будь то $1500 или $15 000 или $150 000, каким бы ни было количество доступного имущества или богатства мусульманина, остававшимся без изменений по крайней мере 1 год, то в течение этого года мусульманин должен выплатить 2,5% от этого в качестве пожертвования. Это немного. Это как символ. Это жест. Это пожертвование. Это напоминание о том, что вы обязаны перед всемогущим Богом. И есть другие, которым вы должны в соответствии с этой обязанностью. Это называется закят. И мусульманам это приказано. Это не является добровольным. Мы обязаны выплачивать эти 2,5%. Четвертым столпом является пост в месяц Рамадан. И месяц Рамадан — это 9-й месяц по лунному календарю. По лунному календарю. Если вы не знакомы с этим понятием, то это календарь, который рассчитывается по движению Луны, по положениям Луны, по фазам, в отличие от движения Земли вокруг Солнца. И сегодня в мире существует григорианский календарь и лунный календарь. И между ними есть разница в том, что год по лунному календарю на 10 дней короче, чем по григорианскому календарю. Это не просто вопрос выбора. Это установление, пришедшее к нам от Бога через откровение. И в течение 9-го месяца по лунному календарю мусульманин, согласно приказу Бога, должен поститься. И пост для нас означает воздержание от еды, питья и половых отношений. От рассвета до заката. Это небольшой отрезок времени, однако значительный для человека, чтобы научиться дисциплине, самоконтролю и почувствовать голод и нужду
подобные, не одинаковые, но подобные тем, которые испытывают и другие люди по всему миру, которые постятся не по своей воле. Этот 9-й месяц лунного календаря также совпадает со временем ниспосылания Корана пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, 1424 года тому назад. Коран был ниспослан именно в месяц Рамадан, когда ангел Гавриил пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и произнес слова: «Читай во имя твоего Господа, читай вслух во имя твоего Господа». Эти 5 стихов ознаменовали ниспослание Корана в течение 23 лет. И мы постимся в месяц Рамадан, потому что считаем это приказом, поручением от Бога, а также это является средством развития самодисциплины, самоконтроля, самопожертвования, самоотречения. И в этот месяц мы тратим больше времени на чтение Корана, ниспосланного в этот месяц, заучивание Корана, который был ниспослан в этот месяц, размышляя над ним и выстаивая молитвы, во время которых читается этот Коран. В этом его значимость. В посте есть множество преимуществ. Множество преимуществ. О них могут нам рассказать представители медицины, психологии, но они не являются причинами нашего поста. Мы постимся, потому что это приказ Бога. Пост — это такое же поклонение, которого придерживались все пророки всемогущего Бога. И все они практиковали его. И 5-й столб ислама — это паломничество в Мекку. Мекка — это город на Аравийском полуострове. Город, который с древнейших времен, считавшийся священным, который в других писаниях назывался Бакка или Паран, как в Старом Завете. То самое место, куда Авраам, отец всех пророков, то место, куда Авраам привел свою жену и своего сына, согласно приказу всемогущего Бога, и поселил их там, в пустынной долине. И через некоторое время Авраам вернулся в эту долину, где Бог приказал ему оставить жену и сына. И там, в этой пустынной долине, Авраам построил строение, названное Каабой. И Кааба в переводе с арабского означает куб. Кааба означает куб, потому что это строение имело форму квадрата. Очень простое строение. Строение высотой примерно 18 или 20 футов. И шириной примерно 18 и 20 футов с каждой стороны. Простое строение. Это не строение, где живет Бог. Не строение, которое является священным само по себе. Оно построено из глины и камней, но строение, которое Бог приказал построить Аврааму, а затем обойти его, поминая Бога, не поклоняясь этому строению, а поклоняясь Богу. Таким образом, возвести это строение, чтобы люди со всего мира приходили сюда и делали что? Совершали обход вокруг этого здания, восхваляли всемогущего Бога, просили Его о прощении и милости, поминали Его единственность и славу всемогущего Бога. Вокруг Каабы. И все мусульмане повторяют эту традицию Авраама, возрождают эту традицию Авраама. Каждый мусульманин, откуда бы он ни был, из Китая, России, Африки, Америки, Австралии, Южной Америки, где бы они ни находились, они должны хотя бы один раз в жизни, если они в состоянии сделать это, поехать в Мекку и ощутить это чувство всеобщего братства и выполнить традицию Авраама. Это 5 столпов ислама. Ислам стоит на этих 5 столпах. И каждый из этих 5 столпов образует
мусульманского мировоззрения, мусульманских отношений со всемогущим Богом, дисциплин, которые придают форму и образуют духовную структуру человека. Составной частью нашей системы является вера в ангелов. Мы верим в ангелов. Мы верим, что ангел Гавриил приходил ко всем пророкам всемогущего Бога, и что он главный Божий ангел. Мы верим в это. Мы верим во все божественные писания. Мы верим в то, что всемогущий Бог. Мы просто убеждены в том, что Бог, который создал людей, не оставил их без вдохновения, не оставил их без руководства, наставления. Точно так же, как никто из вас, открывший какую-нибудь компанию, создавший какую-нибудь машину, и люди, которые работали над ее созданием и продажей ее, не могут не предоставить к этой машине руководство, а также обслуживающего эту машину механика. Никто не купит автомобиль, или тостер, компьютер, или телефон без требования руководства или номера технической помощи и вызова механика или гарантии. Каждый бы спросил об этом и ожидал бы ответа. И мы думаем, что Творец небес и земли, являющийся создателем всего, создавший человека, правителем этой планеты, наиболее сложного создания на этой планете, не связывался бы с человеком через человека и не предоставил бы ему руководство, которому он должен следовать. И он посылал с этим руководством пророков и посланников в качестве механиков, чтобы разъяснить людям это руководство и взаимоотношения с тем, кто его послал. Таким образом, мы верим во все божественные писания. Мы верим во всех пророков и посланников, как выдающихся людей, посланных Богом. Мы верим в судный день. Мы также, безусловно, верим, что жизнь коротка. 60 лет, 70 лет, или 100 лет, или в лучшем случае, как с Ноем, 950 лет. И нет сомнения в том, что люди умирают. Каждый из них умрет. А если здесь присутствуют те, кто не относится к этой категории, то им нет никакой необходимости слушать эту лекцию, потому что они особые, не относящиеся к нашему виду сознания. И так как мы понимаем, что мы умрем, что родились и были созданы, то эта жизнь — результат замысла, то эта жизнь ограничена, что в этой жизни есть цель, что мы ответственны за эту жизнь. Как может кто-либо из вас не думать, что будет отчет за эту жизнь, в то же время говоря, что существует подотчетность на вашей работе? У вас есть ревизоры, перед которыми вы отчитываетесь, у вас есть дети, и они подотчетны перед вами. У преподавателей есть студенты, и они также подотчетны. Значит, подотчетность существует в каждой сфере жизни. Так как же тогда мы, люди, можем думать, что мы могли быть созданы, жить и наделены даром выбора, воли, и не должны отвечать ни перед кем? Нам придется отвечать. Эта подотчетность, согласно Писаниям, состоит в том, что Творец жизни и смерти способен воскресить людей для суда, даже после того, как они превратятся в прах. И те из вас, у кого есть образование, те, кто думает, что невозможно, или является всего лишь теорией, то обратите внимание на Землю, на то, как времена года сменяют друг друга. И в один из них эта Земля полна жизни, цветения, фруктов, зелени. И ему на смену приходит другое время года. Земля становится пустой, абсолютно бесплодной.
на некоторое время. И вот идет дождь, и земля пробуждается. Она возрождается к жизни, с новыми фруктами, с новой травой и с новым временем года. Разве тот, кто создал небеса и землю, не способен сделать это? Разве тот, кто создал людей с самого начала, не способен снова сделать это? Разве тот, кто создал все из воды, не способен вернуть эту воду, этих людей, эту землю к жизни после их смерти? Мы говорим «да», определенно. Тот, кто сотворил все изначально, может воссоздавать так, как пожелает. Мы верим, что всемогущий Бог, только всемогущий Бог имеет право определять законы. Делать все, что Он пожелает, и давать людям малое количество законов. То есть у вас и у меня есть выбор, принимать или отвергать. У вас есть выбор совершить самоубийство. Это не ваше право, но ваш выбор. У вас есть выбор прожить жизнь достойно. И у нас есть выбор прожить жизнь безнравственно. У нас есть выбор между правильным и неправильным. У нас есть выбор между порядочным, достойным, честным или преступным. Но несмотря на такое обилие выбора, он все же ограничен. Безусловно, ограничен во времени, в возможностях, в количестве. Почему? Потому что человек не является существом, у которого есть хотя бы что-то безграничное. И, наконец, мы верим, как это разъяснил Коран, что человек был создан и поселен на этой планете только для испытания и проверки, чтобы дать ему или ей возможность выполнять приказы, показать себя, подчиниться, подтверждать, покоряться, пройти испытание. И через некоторое время вас заберут с этой земли, будут судить и дадут вам новую жизнь в другом месте, согласно тем поступкам, которые вы совершали. Мы напоминаем все это через земные понятия. Мы понимаем, что преступники после их ареста и осуждения, мы знаем и соглашаемся с тем, кто их посадит в тюрьму. Мы напоминаем, что после обнаружения у человека какой-нибудь болезни, его кладут в больницу. После ее обнаружения человека кладут на лечение. Мы понимаем это. И мы также понимаем, что идем учиться, чтобы получить диплом, и работаем, чтобы получить зарплату. Мы также понимаем, что стремимся к счастью. В конечном счете, каждый хочет быть счастливым. Всемогущий Бог сказал, что настоящее счастье не на этой земле. Полного счастья здесь невозможно достичь. И также убийца, серийный убийца, не понесет полного наказания на этой земле от таких же людей, как и он сам. Но есть другое, полное наказание, и другое полное вознаграждение. Максимальное наказание — это адский огонь. После создания ада Бог создал рай. Если вы взглянете на глубину небес, которую мы не видим, но вы знаете, что она есть, то вы можете представить, что если Бог говорит кому-нибудь, что есть ад и рай, и если Он написал их, какая в них награда нас ожидает, и какому наказанию мы подвергнемся, то мы верим в это. Мы верим в одного Бога. Не в то, что мы говорим, что мы верим в одного Бога. Мы верим в это, потому что все пророки и посланники, посланные Богом, говорили об этом. Братья и сестры, я уверен, что многие из вас, возможно, в силу предвзятого отношения к исламу,
Многие из вас слышали или вам говорили, что мусульмане — это террористы, мусульмане — фанатики, мусульмане — еретики, мусульмане — экстремисты, мусульмане — убийцы, мусульмане берут в заложники. Возможно, это вам говорили. Но я вам скажу, что в некоторых случаях это правда. Несомненно, есть мусульмане, которые появились не только в последнее время, но еще до возникновения газет и других средств массовой информации, были мусульмане, которые были незначительными элементами, которые делали подобное, безусловно. Но давайте будем объективными. Давайте обратимся к истории и будем объективными. Разве иудеи и христиане не делали то же самое? И разве они не продолжают делать это? Да, они продолжают. Преступник — это преступник. И грешник — это грешник. Но вы никогда не увидите в новостях христианина, педофила. Вы никогда не увидите педофила, которого называют христианским педофилом. Вы никогда не увидите в новостях убийцу, которого будут называть христианским убийцей или иудейским убийцей. Тимоти Маквея не назвали христианским террористом. Чарльза Мэнсона не назвали христианским серийным убийцей. РРА неизвестна как христианская террористическая организация. Да, они совершали и совершают тяжелые и отвратительные преступления, но они не были отнесены к христианским террористам, христианским фанатикам. Я спрашиваю, почему? Почему, когда обвиняют мусульманина, может быть, даже не причастного, не признанного виновным, когда мусульманина просто обвиняют в чем-либо, его называют исламским фундаменталистом, исламским фанатиком, исламским террористом? Почему? Потому что средства массовой информации контролируют люди, которые хотят дискредитировать ислам и дискредитировать мусульман. И я говорю, что это нечестно. Да, правда, что некоторые мусульмане ответственны за искажение ислама, за искажение об исламе и недоразумение об исламе. И как результат, они ответственны за проступки некоторых мусульман. Но давайте будем честными и объективными. Я думаю, что если вы изучите историю и зададите себе вопрос, кто покровительствовал международной работорговле, в результате которых погибло 80 миллионов людей, которых перевозили как свиней и собак, за 400 лет. Это делали мусульмане? Это делали не мусульмане. Но их не называют христианскими фанатиками. Хотя это была Португалия, Испания, Америка, Великобритания, Франция. Все это христианские страны, и все они сотрудничали с католической церковью. И когда конкистадоры прибыли в Южную Америку и опустошили эти земли, убивая, избивая людей, отравляя природные ресурсы, они были благословлены церковью. И сегодня остаются благословенными церковью. Но никто не называет их христианскими террористами. Когда первые поселенцы прибыли в эту страну, здесь уже жили люди. Вы должны знать это. Никто не может открыть страну, в которой уже кто-то живет. Я не могу прийти в ваш дом, сесть в кресле и сказать, что я открыл этот дом, так что убирайтесь отсюда. Здесь уже жили люди, которых теперь называют аборигены. Очень красивое слово — аборигены. 1
Как и коренные индейцы в Америке. Их называют коренными индейцами. Но не американцами, а коренными индейцами. Так случилось, потому что Христофор Колумб приплыл туда в поисках Индии. Он пристал к земле, которая сейчас называется Америкой, но из-за глупости и шовинизма. Посмотрите, какие люди шовинисты. Даже зная, что это была не Индия, но из-за своего высокомерия, они все равно называют этих людей индейцами. Они называют их коренными индейцами, а сами себя называют американцами. И сегодня вы называете здешний коренной народ аборигенами, а себя австралийцами. И когда эта страна была завоевана, вас сюда не приглашали. Она была завоевана кровью и избиением, терроризмом в чистейшем виде. Но никто не называет этих людей террористами. И сейчас вы развились, и сейчас вы благоустроили здесь современную цивилизацию. Сидней, Австралия, Бристон, Мельбурн. У вас здесь проводятся Олимпийские игры. Сегодня все это забыто. Но до сих пор терроризм, проводимый правительствами, продолжается. Я не говорю, что терроризм правительств или отдельных лиц правилен или неправилен и нравственен. Это не так. Не так. Но с одной стороны мы можем назвать людей в Афганистане или в Чечне, или в Кашмире, или в Палестине, или в Сомали, или в какой-либо другой части Африки, или, может быть, в Индонезии, или в какой-либо другой точке мира. Вы не можете называть их террористами из-за их борьбы за освобождение от притеснений, в то время как вы делали то же самое, но оправдываете свою историю и прославляете ее. Это нечестно. Я говорю, что это преступление, независимо от того, совершено оно необразованными, неразвитыми людьми или образованными развитыми. Преступление правительства тоже зло, как и преступление одного человека. Но тем не менее, преступления правительств остаются непроверенными, потому что они обладают властью, и нет никого, кто бы мог бы их проверить. Но отдельных людей правительство преследует и проверяют их. И этим я хочу сказать, что назвать ислам или мусульман фанатиками несправедливо. Ислам — это система веры. Мировая система веры. И, между прочим, вы, может быть, это и не знаете, но каждый пятый человек на этой земле — мусульманин. Человек, который подчиняется и принимает те основы, те 5 столпов и эту систему веры. И эти мусульмане, они не живут в Аравии, ездя на лошадях с мечами в тюрбанах, говоря каждому «подчинись или умрешь». Нет. Не все арабы мусульмане, и не все мусульмане арабы. На самом деле только 19% мусульман — это арабы. Мусульмане живут на каждом континенте планеты. Мусульмане есть в 53 странах мира. А в 23 странах мира они составляют большинство населения. Достоверно известно, что значительную часть мусульман составляют совсем не арабы, а индонезийцы, ваши соседи. Это крупнейшее население мусульман в мире. Нас, мусульман, объединяет то, что мы свидетельствуем, что нет никого достойного поклонения, кроме всемогущего Бога, и то, что Мухаммад — посланник Бога. Мы принимаем эти 5 столпов и воплощаем их в жизнь в виде исламской системы веры. Ислам имеет свою историю. 1424 года назад был ниспослан Коран. Пророк, да благословит Аллах и приветствует, родился в 570 году нашей эры, со дня рождения Иисуса Христа, сына Марии, в 610 году. И в 623 году пророк, да благословит Аллах и приветствует, умер. И 30 лет после смерти пророка, да благословит Аллах и приветствует, те пустынные арабы, необразованные люди, жившие в самом отсталом районе мира,
развили новую цивилизацию посредством этого Корана и поведения этого пророка. И три силы того времени, три цивилизации — римляне, персы и Абиссиния — были повержены через 30 лет после ниспосылания Корана. А через 1000 лет после ниспосылания Корана мусульманская цивилизация занимала господствующее положение в мире. Каким образом? Через науку, через искусство, культуру, правление, учреждения, которые невредимы и по сей день. И через этот Коран возникло то, что западный мир называет возрождением или эпохой просвещения. Где они берут свое начало? Где начало эпохи просвещения? Она берет начало с искусства, культуры, языка, поведения, научного вдохновения Корана и мусульманской цивилизации. Таким образом, ислам — это мировая религия с богатой историей. Основанный на Коране и поведении пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И какова наша цель как мусульман? Нашей целью как мусульман является то, что мы верим в то, что Коран — это книга Бога, и что она должна стать единственным законом на земле. Мы верим в это. Мы не можем насильно склонить к этому, но мы верим в это. Мы верим, что жизнь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, самая выдающаяся, достоверно задокументированная жизнь для всех людей. И мы предлагаем всем составить биографию любого человека, чья жизнь, во-первых, задокументирована и более совершенна, чем жизнь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Мы вызываем любого, будь то ваш отец, ваш дед, ваши учителя, профессора, ваша любимая футбольная команда, любого, кого бы вы ни выбрали, кто бы ни был вашим идолом и наставником. Я предлагаю вашему вниманию одного из самых великих биографов планеты, который вместе с 5 другими биографами один год решили выделить 100 наиболее выдающихся людей в истории. И это исследование было проведено. И Майкл Джей Харт, вы можете записать это имя. Майкл Джей Харт был великим биографом нашего времени. Он составил список из 100 имен, собрал биографии, изучил их, и он выделил для них категории, чтобы оценить, кто из них оказал наибольшее влияние на человечество в задокументированной истории. И он честно признал, что совершенно естественно, его первым выбором был Иисус Христос, сын Марии, без сомнения, потому что сам он был христианином. Но когда он изучил список, согласно критериям, которые сам же и установил, то оказалось, что Иисус Христос не был отцом, он не был мужем, он не был государственным деятелем, и он не был правителем. Он не оставил после себя правительства и не оставил законов. И поэтому он сказал, в 6 категориях я не мог выбрать Иисуса Христа, и это объективно. И что единственным человеком, которого он смог бы выбрать, и кто соответствовал бы всем этим категориям, среди всех этих личностей, которые он изучил, был Мухаммад, сын Абдуллы. Мухаммад, пророк ислама. И заметьте, что Майклу Джею Харту не промывали мозги. Никто не стоял над ним с мечом или с пистолетом, когда он писал это, и не говорил: «Выбери ислам, выбери Мухаммада или умрешь». Нет, он написал это как профессионал.
Он написал это как интеллектуал, как ученый человек. Он написал это как христианин. Он написал это как человек, как биограф и объективный человек. Вот так он написал это. Его исследования были опубликованы в New York Times, Reader's Digest, и вы найдете их в любой библиотеке мира. Он выдвинул свои критерии, почему он выбрал Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Я говорю, любой из вас пусть возьмет эти же критерии, или любые другие, и сделает то же самое, что сделал Майкл Джей Харт. И между прочим, Майкла Джея Харта не опровергали его современники. Его исследования понятны. Но мы, мусульмане, мы не нуждаемся в том, чтобы Майкл Джей Харт сказал нам это, потому что в Коране сказано: «Воистину для вас, о люди, посланники Аллаха в Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует, был прекрасный пример для каждого, для тех, кто надеется на встречу с Богом, для тех, кто надеется на Бога и ожидает встречи со всемогущим Богом и понимает всемогущего Бога». Наша цель и наше убеждение в том, что Коран — это книга всемогущего Бога, ниспосланная пророку Мухаммаду. Это заключительное писание Бога и книга, которую нужно не только читать во время обрядов, но также книга, которая управляет и регулирует взаимоотношениями людей во всех сферах их деятельности. Это наше убеждение. И мы также убеждены в том, что жизнь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, охватывает каждый образ действия и содержит разъяснения, этикет, принципы поведения настолько глубокие, то если мы станем им следовать, то это будет лучшим среди всех других форм человеческого поведения. Мы убеждены в том, что ислам, как вера, как система, которая предлагает человечеству всестороннее законодательство, всестороннее поклонение, всесторонние способы объединения людей, платформа для правительства, платформа для решения проблем всего человечества, система мира, которая должна быть изучена и приведена в исполнение. Это наше убеждение. И, конечно, у нас нет права принуждать кого-либо принять их. Нет принуждения в религии и во всем остальном. Бог дал вам и мне право выбора. Думать, выбирать, решать, подбирать. Но у нас, мусульман, есть право, что Коран — это книга всемогущего Бога, которая предлагает законы и откровения для всех людей. Коран предлагает их. У мусульман есть право, как и у любого другого, верить, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не пророк, посланный только к арабам, но, как сказано в Коране, «О Мухаммад, и послали мы тебя только как милость для всех людей». Ни один из пророков не был послан ко всем людям. Они посылались только к своим народам, к своим людям. У нас есть право сказать вам и пригласить вас, рассмотреть, проверить, основательно изучить, объективно обдумать жизнь Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, если вы захотите. И у нас, как у мусульман, есть право предложить миру альтернативу аморальности и разложению общества, неверию и жажде наслаждений, материализму и безбожию, которые распространились по земле подобно паразитам и болезням, те, которые называют себя образованными людьми.
У нас есть право предложить ислам в качестве альтернативы. И именно этим мы и занимаемся. Мы не говорим вам, не мусульманам. Мы не говорим вам, что вам нужно стать мусульманами. Мы не говорим вам, что вы обязаны стать мусульманами. Мы не говорим вам, что вы должны быть мусульманами. Но мы предлагаем вам, если вы никогда не думали об исламе, сделать это. И даже если вы никогда не собирались выбрать для себя ислам, то думаю, что я не ошибусь, если скажу вам, что 1,6, то есть 1,4 миллиарда людей на Земле — это мусульмане. В мире должна быть система веры, с которой вы должны быть знакомы и которую должны знать, безо всяких предубеждений и предрассудков. Вы должны быть знакомы с ней на основе интереса, изучений, исследований, чтобы знать, быть честным и объективным. Если вас спросят об исламе, если вас спросят о мусульманах, если вас спросят о Коране, или спросят о пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы вы как минимум могли сказать правду с четкостью, как если бы вас спросили о вашей матери. Вы, конечно, хотели бы, если бы кто-то говорил о вашей матери, так как ваша мать священна для вас, а моя мать священна для меня. Ваша религия, ваша вера священна для вас, моя для меня. Я и вы хотели бы слышать правильную информацию о наших матерях, о нас самих и о нашей религии. Вот что мы хотим сказать. Так. А те люди, которые пришли сюда набором критики, осуждений, набором злословия, из-за своих предубеждений и предрассудков, из-за неодобрений к исламу, я хочу сказать, что я не собираюсь осуждать их сейчас. Но вот что я сделаю. Если вы достаточно умны и организованы, запишите свои притязания к исламу, запишите свои притязания к Корану, запишите свои обвинения к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и дайте их мне. Если я пробуду в Сиднее еще дня 3, то я разберу их. Но если я уеду в Мельбурн, то на следующий день я вернусь. И мы встретимся с вами на телевидении, радио или в зале, как этот. И вы можете привести своего профессора, преподавателя, кого угодно. И мы не будем обсуждать ничего, кроме ваших замечаний. Мы не будем обсуждать вашу религию. И вам не обязательно обсуждать мою. Мы обсудим только ваши замечания. И только. И это справедливо. Потому что если у вас есть замечания, то у меня нет никаких замечаний в отношении Иисуса Христа. У меня нет никаких претензий к Нему, или к Его посланию, или к Его миссии, или к тому, кем Он был. Я убежден в этом. Я люблю Иисуса Христа. Я борюсь с теми, кто называет себя христианами. Я борюсь с вами, противостою вам из-за моей любви к Иисусу Христу и приверженности к Его посланию и Его миссии. Но нет. Я не говорю, что богохульствую. Или хочу известности. Или хочу сохранить свое имя навсегда. Это ложь об Иисусе Христе, потому что Он никогда не говорил, что Он является Богом. И Иисус Христос никогда не говорил: «Поклоняйтесь мне». И я не говорю, что Иисус Бог, так же, как и не говорю, что мы должны поклоняться Иисусу Христу. И Иисус Христос никогда никого не просил называть себя христианами, если вы не знали этого. Он был Христом. В арабском это означает «Масих». Масих или Мессия. Это означает «помазанный», «назначенный» или «отобранный», или «избранный Богом». Да, Он был им. Он был избранцем Бога. Он был помазанником Божьим. Он был отобран Богом. И Он сказал: «Ничего не делаю от себя». Но как научил меня Отец мой, так и говорю. Он сказал в своей молитве, которая называется Господней молитвой: «Отче мой,
сущий на небесах. Простите, Отче наш, сущий на небесах. Имея в виду, что Бог поддерживает нас на небесах. Да светится имя Твое. Он не сказал мое имя или наши имена. Да пребудет царствие Твое. Он не сказал, да пребудет царствие мое или наше. Да будет воля Твоя. Он ведь не сказал, моя воля или наша воля. И на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Дай нам. Это говорит Иисус. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Дай кому? Дай мне и моей матери. И всем нам. Хлеб наш насущный на сей день. Конечно же, если Бог давал ему хлеб в этот день, который он просил, Бог также давал ему в этот день и питье. Потому что вы не сможете проглотить кусок хлеба без питья. Если Иисус Христос и Его мать ели хлеб и пили воду, их тела переваривали эту пищу, и их тела освобождались от остатков. Неужели вы можете представить себе Бога, который испражняется и мочится? Это ведь Иисус говорил, «Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, так же, как мы прощаем должникам нашим». Это молитва Иисуса. Не злитесь на меня. Я говорю вам о Господней молитве. Потому что я сам был христианином. Я родился христианином. И я помню эту молитву. Я знаю ее очень хорошо. И она не противоречит пророку и посланнику, который рассказал эту молитву. И не введи нас в искушение. Не введи нас в искушение. Да приидет царствие Твое. Не мое, не наше, а Твое. Во веки веков. Аминь. Это Господняя молитва. Мы любим Ноя, Авраама, Моисея, Захарию, Давиду, Соломона, Исаака, Исмаиля, Иакова, Лота, Иоанна, Иисуса Христа и Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Все они были Божьими рабами, которые подчинили свою волю Богу. И слово «мусульманин» означает «раб» или «тот, кто подчинился Богу». Согласно этому определению, Авраам был мусульманином, Моисеем был, им также были Соломон и Давид, Исаак, Исмаиль и Иаков были мусульманами, Иоанн Креститель, сын Захарии, Иисус, сын Марии, и Мухаммад, сын Абдуллы. Все они были рабами всемогущего Бога, и все они были мусульманами. И по прошествии более 300 лет после Иисуса Христа, во время Никейского собора, идолопоклонники и римляне решили сделать Иисуса Христа Бога человеком. Именно они и внесли идеи о Троице, о том, что Иисус Сын Божий, и о божественности Иисуса Христа. Более чем через 300 лет после Иисуса Христа. Даже почти через 400 лет. Сам Иисус Христос не имел никакого отношения к Троице. Иисус Христос не имел никакого отношения к божественности, которой ему приписывают. Иисус Христос никогда не говорил, что Он Бог, и Иисус Христос никогда не называл себя Сыном Божьим, кроме как, когда Он говорил об этом в общем смысле. Как метафора. Так как все мы метафорично, аллегорично являемся Божьими сыновьями, сыновьями и дочерьми. Не в том смысле, что у Бога был сын, что Он его родил. И если вы помните, в Старом Завете Бог говорит: «Исаия мой сын». Бог также говорит: «Авраам мой сын». Бог также говорит: «Давид мой сын». Бог говорит это не потому, что Бог родил их, но сын означает избранный, избранный Богом, отобранный Богом, человек, преданный Богу, тот, кого Бог любит и кого Бог благословляет. И согласно этому определению, у Бога было много сыновей. И значит, Иисус Христос не был единственным Божьим Сыном.
если мы хотим использовать это определение. Но Иисус называл себя человеческим сыном. Так Он себя называл. Его называли учитель, человеком из Назарета. А его последователи стали называть назаретянами. Они никогда не назвали себя христианами. Слово «христианство» было выдумано во время Никейского собора. И каждый, кто принимал новое никейское вероубеждение, становился христианином. А те, кто не принимал его, назывались назаретянами, и их убивали. Мы верим в то, что Иисус Христос был рожден без вмешательства мужского семени. Мы верим в это, потому что Бог творит, что пожелает. Мы верим в то, что Бог сотворил Адама. Сотворил Адама без отца и матери. Мы верим в то, что Бог сотворил его супругу, Еву. И Аллах сказал в Коране: «Тем, кто спрашивает о нем, воистину Иисус перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему: будь, и тот появился». Мы верим в это. И если Бог сотворил Адама, у которого не было отца и матери, и его жену, у которой также не было ни отца, ни матери, почему же нам тогда так сложно поверить, понять и принять, что Бог сотворил Иисуса Христа без отца, но у которого была мать? Мы верим в это. Мы верим в то, что Иисус Христос говорил из колыбели и совершал чудеса. Да, Он воскрешал мертвых. Он делал слепых зрячими. Он исцелял прокаженных. Он кормил одновременно множество людей. До 10 тысяч людей, 7 хлебами и 7 рыбами. Да. Да, Он взял глиняного голубя, подул на него, и он улетел. Но Он сказал, что делает это по руководству и могуществу Бога. И когда кто-то его назвал благим учителем, он сказал: «Почему вы называете меня благим, когда ни в ком нет блага, кроме одного, того, кто в небесах?» Мы верим в то, что Иисус Христос был одним из величайших и могущественных пророков и посланников всемогущего Бога. Но это не превращает Его, человека, в Бога. Вот настолько возвышено положение Иисуса Христа в исламе. Дорогие мусульмане, на вас лежит обязанность донести и распространить путь и принципы ислама вашим соседям, вашим коллегам, вашим сотрудникам. Больше через ваше поведение, чем через слова. Потому что ислам все же не предмет разговора. С ним связано поведение. С ним связан пример. И мы хотим, чтобы люди приняли ислам не только через письмена, теорию и контекст, но мы также хотим, чтобы люди приняли ислам через человеческое поведение пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. О мусульмане, на вас лежит обязанность донести это вашим соседям, вашим сотрудникам и вашим коллегам по работе. А для немусульман я призываю вас, я призываю поразмышлять и изучить объективно, искренне, непредвзято те доказательства, которыми я с вами поделился. И так как у большинства из вас есть компьютеры, я призываю вас вернуться домой и поискать слово «Коран». И сведения, которые вы найдете, написаны не мусульманами. Поищите слово «Мухаммад, сын Абдуллы». Мухаммад ибн Абдулла. Найдите его. Сведения, которые вы найдете, написаны не мусульманами. И найдите слово «ислам». Исторические сведения, которые вы найдете, в большинстве случаев написаны не мусульманами, но они являются достоверно задокументированными источниками. Это тысячи источников, которые приведут вас к той информации, которой я сегодня с вами поделился, хотя они написаны не мусульманами. Потому что источник один. Это Коран, который может прочитать каждый желающий. И к вашему сведению, Коран
Это единственная священная книга на этой земле, которая осталась неизменной со времени ее ниспосылания. 6626 стихов, которые были ниспосланы 1424 года назад и ниспосылались в течение 23 лет, и остались неизмененными до наших дней. Их прочитали все мусульмане и выучили наизусть миллионы мусульман. И в этой комнате, вероятно, находится по крайней мере 1 или 2 человека, мусульманина, ребенок или взрослый, которые выучили весь Коран, так же, как его выучили и при жизни пророка, до его смерти. А чтобы доказать это христианам, если все христиане захотят доказательств, то мы можем сделать это легко. Если христиане всего мира выберут день и выкинут все Библии, выкиньте их все в океан и попробуйте восстановить Библию. Вы никогда не сможете этого сделать, потому что нигде не оговорено, что же такое Библия. Но если все Кораны, если мусульмане всего мира выберут день и выкинут все Кораны в океан, в любом собрании мы сможем встать и прочитать Коран с открывающей суры. Сурат Аль-Фатиха. Алхамдулиллахи Раббил Аламин, Ар-Рахманир Рахим, Малики Йомиддин. Ияка на'буду ва ияка наста'ин, ихдина ссиратал мустаким. Сиратал лазина ан'амта алейхим, гайрил магдуби алейхим валад-далин. Первой главы и до последней главы, 114. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Мы сможем прочитать все 114 глав прямо здесь, за один раз, и вернуть Коран вот так. И в мире нет другой священной книги, с которой можно это сделать. Это не чудо Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Это чудо Корана. Мы предлагаем поразмыслить над истинностью ислама, над предложением ислама, над приличием и достоинством ислама. Мы не просим вас, и мы не говорим вам, вам нужно стать мусульманами, вы должны стать мусульманами, но мы говорим вам, что ислам — это приглашение к размышлению. Так, у нас есть следующий вопрос, и я очень благодарен за него. Я хочу повторить все, что она сказала. Большое спасибо за ваш комплимент. Но вот так звучит вопрос. Она хотела бы знать, что говорит Коран об обращении с женщинами. Потому что очевидно, что в современном мире существует ненадлежащее обращение с женщинами в мусульманских странах. И с одной стороны, вы, конечно же, правы. Я посетил около 23 стран, преобладающим мусульманским населением. И в некоторых из них я столкнулся с ненадлежащим обращением с женщинами. Но причиной этому является культура, а не ислам. Культура людей. Вот же что говорит Коран. Я читаю это на арабском, но потом переведу вам. وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. В этом кораническом стихе говорится: «О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека». Итак, вначале Бог говорит вам, что Он создал мужчину и женщину из кого? Из одной души. Сотворил из него пару ему. Он создал Адама и пару для него. Из чего? Из одной души. И расселил много мужчин и женщин. Потом он сказал: бойтесь Бога, или помните о Боге в Его приказах, именем которого вы просите друг друга, то есть те требования, которые вы предъявляете друг другу, требования между мужем и женой, или людьми, находящимися вместе. Здесь говорится о том, что взаимоотношения между ними должны строиться на основе законов Бога, а не законов людей.
и бойтесь разрывать родственные связи. О ком здесь идет речь? О матерях. Итак, в этом стихе Бог говорит о двух вещах. Во-первых, о том, что отношения между мужчиной и женщиной в сущности равны перед Богом. Это во-первых. Равны перед Богом. Мы не говорим, что они одинаковы. Очевидно, что они не одинаковы. Я имею в виду, что в западном мире мы привыкли к тому, что некоторые мужчины и женщины идут на операции, чтобы стать одинаковыми. Но они не одинаковы. Мужчина и женщина не одинаковы психологически, они не одинаковы физиологически, у них не одинаковые социальные роли, но они равны перед Богом. Затем Бог говорит: «Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга». Так Бог говорит, чтобы мы помнили о Его законах и справедливости, именем которого вы просите друг друга. Какие права здесь имеются в виду? Супружеские права. Мои права как мужа не исходят от меня. И права моей жены, как женщины или жены, также не исходят от нее. Я не являюсь тем, кто наделяет ее правами. И она не является той, кто наделяет меня правами. То, что наделяет нас правами, это законы Бога. Вслед за этим, для нас, мужчин, Бог говорит: бойтесь разрывать родственные связи. Какие связи? Наши матери. Если мы должны отдавать предпочтение нашим матерям, то должны отдавать предпочтение и нашим сестрам, нашим женам и нашим дочерям, потому что все они, возможно, станут матерями. С другой стороны, Аллах, свят Он и велик, приказал нам и очертил для нас все правила. Правила наследования, правила поведения, правила поклонения, особые роли. Бог сказал в Коране: мужчины – хранители и защитники женщин, основное значение которого – это то, что в исламе женщина не должна работать. Она не должна зарабатывать средства к существованию. Она не должна этого делать. А муж не может приказать ей помыть посуду, постирать вещи, погладить вещи, приготовить еду. Она может вообще ничего не делать. Но Бог, напротив, приказал ему обеспечивать ее. Она вообще может не работать, потому что Бог сказал: но Бог возложил на женщину одну из величайших задач, которую они не могут избежать. И первое – это рождение детей. Это та задача, которую Бог возложил на женщин – рожать детей. Это не значит, что это их единственная обязанность. Но это та обязанность, которой им не избежать. И мужчины, несомненно, не смогут выполнить эту задачу, даже если бы захотели. Если бы мужчина и попытался бы родить ребенка, то он бы умер. А если даже он и родил бы ребенка, то психологически он не смог бы ухаживать за ним так, как это делают женщины. Но Бог наделил женщину способностями рожать детей, заботиться о них. И во многих случаях это означает также заботиться и о мужьях, и о себе, и о чужих детях, потому что у них есть психологические способности для выполнения всего этого. Это подарок, который Бог дал женщинам. Быть кем? Быть руками, которые качают колыбель цивилизации. У всех пророков были матери. И их воспитали матери. И отношение к женщинам в исламе очень щепетильное. И в некотором смысле даже святое. А если даже и есть мусульмане, которые не уважают женщины из-за своей культуры или отсутствия ее, будто азиатская культура, будто африканская культура, или американская культура, или любая другая культура, это обвинение не должно быть направлено против ислама. Оно должно быть направлено против тех арабов, африканцев, азиатов и всех остальных, кто не уважает женщин. И давайте продолжим обсуждение этого вопроса.
Давайте я поделюсь с вами следующими фактами. Как социолог по образованию, я хочу поделиться с вами некоторой статистикой, которая связана с обращением с женщинами. На Западе мы привыкли говорить о том, какие мы развитые, какие мы принципиальные, какие мы образованные, какие мы цивилизованные, и поэтому мы обвиняем весь остальной мир в несправедливости. Но давайте поговорим о несправедливости. Я поделюсь с вами некоторой статистикой, которая даст понять, что в западной цивилизации есть пожары, которые нужно потушить, перед тем, как идти в другие места и тушить чужие пожары. В США и Великобритании вместе взятых, у меня нет данных для Австралии, но я уверен, что и без этого это будет интересно. В США и Великобритании вместе взятых каждый год совершается 357 тысяч законных абортов. Это значит, что личности, которые выбрали, в большинстве случаев, конечно, в некоторых исключительных случаях беременность может стать следствием изнасилования. И это другая статистика, которой я хотел бы с вами поделиться. Но в большинстве случаев беременность происходит вследствие выбора двух индивидов, которые впоследствии решили, или один из них решил, но все-таки решил, что они не хотят этого ребенка, и они делают аборт. И сегодня производится более 357 тысяч абортов нежелательных детей между 4-й и 8-й неделями беременности. И это дети. Это люди. Сейчас мы знаем из эмбриологических исследований, что они люди. Но все же их убивают. Потому что люди, между которыми произошли подобные отношения, решили, что им не нужна такая ответственность, и они убивают их, чтобы не брать на себя этой ответственности. Это неприличие, это аморальность, это притеснение не только женщин, но и их детей. И какую психологию это развивает у женщин? На Западе большинство женщин в возрасте 30 лет, я говорю о западном полушарии, 3 из 10 женщин в США и Великобритании, у 3 из 10 были минимум 2 аборта до 30 лет. Хотя, с другой стороны, западные страны, которые утверждают, что они защитники справедливости, общественной безопасности и свободы, раскрепощения женщин, они как раз-таки и те, которые способствуют и разрешают 24 миллионам женщин заниматься проституцией. Вы можете себе это представить? 24 миллиона женщин в США и Великобритании, у которых есть разрешение заниматься проституцией. А еще 83 миллиона танцуют в ночных клубах, обнаженными для мужчин, которые приходят туда просто, чтобы развлечься. И это похоже на цивилизованное место? Это похоже на цивилизованное общество? Это похоже на общество, в сердцах которого есть гуманность к женщинам? Каждые 39 секунд в Америке или Великобритании, каждые 39 секунд происходит изнасилование женщины. Действия, совершаемые против их воли. И 7 из 10 этих изнасилований никогда не расследуются. А о 4 даже не сообщается. И я спрашиваю вас, что вы думаете о так называемой бесчеловечности к женщинам в Афганистане, о бесчеловечности к женщинам в Саудовской Аравии, о бесчеловечности к женщинам в Индии, Африке или Сомали, или в любом другом месте, где мы хотим, так сказать, освободить этих женщин? Существует ли там эта статистика? Конечно же нет.
Извините, пожалуйста. Недавно я была в Марокко, и уровень проституции там очень высок. Извините, я бы согласился с вами, если бы это касалось Марокко. Но я ведь не называл Марокко. Но это одно и то же. Подождите. Я ведь не называл Марокко. Но это также исламская страна. Нет, это вовсе не мусульманская страна. Страны, об освобождении которых от угнетения женщин, то есть то, чем мы сегодня как бы озабочены, это далеко не Марокко. Страны, в которых мы хотим распространить свободу и говорим об угнетении женщин, страны, о которых мы говорим, это Афганистан, страны, о которых мы говорим, это Саудовская Аравия, страны, о которых мы говорим, это Пакистан и Индия. Это те страны, о которых говорят чаще всего. А Марокко уже давным-давно является укрытием для наркотиков и проституции. И я напомню вам, что Марокко было колонизировано Португалией и Испанией. И именно они принесли проституцию и наркотики в Марокко. Так что я согласен с вами, я был там. Но она не относится к тем странам, о которых мы сегодня говорим. И позвольте мне поговорить о тех странах, на которые люди чаще всего ссылаются. Афганские женщины. Просила ли какая-нибудь афганская женщина лично Америку прийти и освободить их? Конечно же нет. Они не просили об этом. Просила ли какая-нибудь саудийская женщина? Я не говорю о тех, которые убежали из Саудовской Аравии. И, возможно, это действительно так. Но протестовали ли против гнета? И просили ли женщины Саудовской Аравии освободить их? Откуда вы это знаете? Да потому что я жил там. Извините. Мне кажется, я уже упоминал об этом. Дорогие братья и сестры, пожалуйста, если человек говорит о чем-то, и у вас есть вопрос, спросите у меня. Если я немного затягиваю с ответом, то я думаю, что это, так сказать, моя привилегия, мое преимущество, мое право. Но просто поднимите руку, и я увижу вас. И еще тем, кто задает вопрос. Я ведь не стою здесь для развлечения. Я не рассказываю здесь смешные вещи. И мы должны быть терпеливыми и вежливыми. Если человек задает вопрос или говорит то, с чем мы не согласны, нам не нужно смеяться. Пророк этому нас не учил. Нам нужно потерпеть и выслушать то, что она хочет сказать. И я отвечу ей наилучшим образом. У меня нет всех ответов. Я беру ответы из собственного опыта и знаний. Я пытаюсь быть честным и объективным. Если есть обвинение против мусульманина, я говорю то, что видел сам. Я соглашаюсь с этим, но это не обвинение против ислама, потому что ислам это не приемлет. Наказание в исламе для мужчины, который прелюбодействует с женщиной, это смерть. Вы можете сказать, что это бесчеловечно, но именно в этом и разница между исламом, исламским законом, исламской цивилизацией от других, в том, что ислам не допускает этого. Мусульмане, которые занимаются этим, преступники. Мусульманские страны, в которых занимаются этим, преступные и аморальные страны. И их много, безусловно, но это обвинение не против ислама. Я говорю об отношениях. Эта женщина спросила об отношении к женщине, согласно Корану. Женщины — это матери, это сестры, это дочери, это жены, это люди. И они имеют те же права перед Богом, которые имеет мужчина. А в общественном отношении их права в некоторых случаях даже превосходят права мужчин, потому что они — это руки, которые растят будущие поколения. Об этом говорит Коран. А если мусульмане иногда не действуют согласно этому, это обвинение не против ислама. Почему все примеры, которые вы приводили, касались не мусульманских стран, о том, как высок в них уровень проституции и абортов, но проституция существовала во всех странах и во всех цивилизациях? Так почему же вы выделяете именно западные страны? Я выделяю только их. Я выделяю только западные страны, потому что в них существует наиболее яркая статистика проституции. В западной цивилизации существует наиболее яркая статистика педофилии.
И в западной цивилизации существует наиболее яркая статистика, когда это касается употребления наркотиков. В западной цивилизации существует наиболее яркая статистика, когда это касается употребления алкоголя. В западной цивилизации существует наиболее яркая статистика, когда это касается табакокурения и производства сигарет. И началось это в западной цивилизации. В западной цивилизации существует наиболее яркая статистика того, что касается убийств, гомосексуализма. В них существует статистика, которая касается вооруженных ограблений. Существует статистика, которая касается внебрачных детей, детей, которые не знают своих отцов. В западной цивилизации существует наиболее яркая статистика, когда это касается людей, запертых в промышленных комплексах, которые называются тюрьмами. Я выделяю только западную цивилизацию, потому что она заявляет, что является поборницей человеческой справедливости, общественной справедливости. Они заявляют об этом. И они заявляют об этом. Они ходят по всему миру, приводя его в порядок или в беспорядок. Выбирайте, что хотите. Если они заявляют об этом, я буду разоблачать их. Это та статистика, которая существует по всему миру. Но она нигде не проявляется так ярко, как в западной цивилизации. И в большинстве случаев это началось здесь, а затем было перенесено и в другие страны. И не нужно быть историком, чтобы знать об этом. Не нужно быть историком, чтобы это понимать. Я критикую там, где считаю нужным сказать, что несправедливо для людей, которые считают себя образованными, развитыми, современными, продвинутыми и так далее, вести себя подобным образом. Я поделюсь еще одной статистикой, о которой вам нужно знать. Уровень самоубийств. Самоубийств в западной цивилизации выше, чем в любой другой точке мира. Это те люди, которые должны быть удовлетворенными, счастливыми, стабильными, образованными. Но это не так. Унижений, депрессий, беспокойств и самоубийств больше всего в западной цивилизации, чем в любом другом месте. Это всего лишь статистика. Я не говорю, что этого нет в других местах. Но почему это существует там, где люди считают себя поборниками прав человека, общественной справедливости, которые предлагают новый мировой порядок, и которые говорят о плохом обращении с женщинами в других местах, и сами являются униженными? В какой еще стране мира можно увидеть обнаженную женщину на огромных рекламных мониторах, которые могут видеть даже дети, которые продают леденец на палочке? Это же абсурд. Если мы хотим говорить об угнетении женщин, о неприличном поведении, притеснении и эксплуатации женщин с детства, нигде это не представлено так сильно, как в западной цивилизации. А что касается необыкновенных явлений, которыми Бог наделил пророков, и мы не имеем в виду трюки, ловкость рук, исцеления, которые обычно совершают евангелисты, индусы или им подобные. Мы имеем в виду феномены, данные пророкам, такие как оживление мертвых, исцеление слепых. Мы не знаем никого сегодня, кто бы делал это. И если есть человек, который способен на это, он должен отправиться в Африку и спасти 46 тысяч людей, умирающих от СПИДа. Проведите по ним руками. И, кстати, хотите еще знать об одном вкладе западной цивилизации? Вирус СПИДа произвели 5 стран в Америке. 63 тысячи галлонов вируса СПИДа произвели в Америке и любезно привили африканцам. Вместе с вакцинами против желтой лихорадки и малярии. Очередной подарок западной цивилизации. И отвечая на ваш вопрос,
Мы говорим, что верим в феномены, данные Иисусу Христу Богом, которые не исходили от Него самого. Это то, что я хочу выделить. Да, сэр, спрашивайте. Какое положение черного камня в исламе? Черный камень – это просто камень. И все, не более этого. В нем нет никакого феномена, нет ничего сверхъестественного, никакой одухотворенности, мифологии, и ничего связанного с этим. Об этом лучше всего скажут слова одного из сподвижников, пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Однажды, когда он обходил Каабу, он остановился у черного камня и сказал: «О камень, о черный камень, ты всего лишь камень. Ты не приносишь никакой пользы и не причиняешь никакого вреда. Если бы я не видел, как пророк целовал тебя, я бы никогда не сделал этого. Для чего же целует черный камень? Это всего лишь символ. Это ничего не значит. Никто не получает никакой пользы от этого. Никому это не вредит. Никто от него не излечивается. Это всего лишь символ. И не более. И даже Кааба. Некоторые называют ее священной Каабой, но ее святость не от нее самой. Это только Кааба. И ничего больше. Так, давайте я отвечу еще на несколько вопросов. Так, человек, который написал это, вы задали 3 вопроса. Они короткие, и я постараюсь ответить на все. Первый вопрос. Как вы можете быть уверены, что Коран остался неизменным? Коран был ниспослан в течение 23 лет в форме стихов. 6626 стихов. При жизни пророка. И по крайней мере 8 или 9. Некоторые истории говорят, что 14 сподвижников, которые выучили полностью Коран. Мы знаем, во всяком случае, о 8, под наблюдением самого пророка. Ангел Гавриил приходил к нему в определенное время, и пророк перечитывал при нем Коран. И пророк садился со сподвижниками и перепроверял с ними Коран. Таким образом, до смерти пророка было несколько людей, которые выучили Коран полностью и перечитали его полностью, независимо друг от друга, в присутствии пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И после смерти пророка эта традиция была продолжена до сегодняшнего дня. Тот Коран, который выучили при жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, более 14 веков назад, является тем же самым Кораном, который мы читаем сегодня, без каких-либо изменений. Абсолютно каких-либо. Ни точки, ни буквы. Так, другой вопрос. Не является ли хиджаб притеснением? Нет, это не притеснение, это покрытие. Женщины, покрывающие свои головы или тела, не подвергаются притеснению. Их мужья не приказывают им делать это. Их отцы не приказывают им делать это. Их сыновья не приказывают им делать это. Имам мечети не приказывает им делать это. Бог сказал мусульманкам. И пусть покрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей природной красоты абсолютно никому, кроме близких, родственников. Что относится к природным украшениям женщины? В случае, если вы не знаете, о чем здесь идет речь. Это их грудь, очертания тела, которые отличаются от мужских, их волосы. Эти украшения должны быть спрятаны. И, к слову сказать, сами христиане забыли, что всего 40 лет назад, каких-то 40 лет назад, христианка никогда не входила в церковь, не покрыв своей головы. Не так ли? Спросите своих бабушек. А всего 50 или 60 лет назад, за 20 лет до этого, христианка никогда бы не вышла на улицу в короткой юбке. Даже монашки сегодня одеваются в современном стиле. Потому что монашки, которые причисляют себя к церкви и религиозной жизни, как они одевались? Они не мусульманки, но они укрывались, одевали длинные одежды, и ничего не было видно, кроме лица и рук.
Если это было принято в христианстве, это было принято религией, это относится не только к мусульманам, это было приказано иудейкам, христианкам и мусульманкам в их писаниях. А тот факт, что современное общество раздевает женщин и разрешает им ходить в бикини, еще не говорит о том, что Бог ошибается, а вы правы. Одевание хиджаба для мусульманки – это ее защита. Это ее отличительный признак. Да, это форма, которая даст знать, что она является мусульманкой, которая защитит ее от досаждений и оскорблений. А мужчина не будет смотреть на нее, потому что она скрывает все то, что может вызвать нездоровый интерес. Поэтому укрыться более желательно, чтобы она могла прийти и уйти с честью и достоинством, чтобы ее украшения не вызывали неадекватную реакцию, что часто случается с женщинами, одетыми в джинсы и одежду, которая как будто нарисована на них. И все, что вам нужно сделать, это посмотреть на этих двух женщин, и вы увидите существующую проблему. Конечно, я не говорю, что каждая женщина, которая не покрывает себя, аморальна. Это не так. Но Коран дал мусульманкам, которыми мы себя считаем, предупреждение, которое лучше, чем что? Какое продолжение этой поговорки? Как там было? Вы должны знать. Профилактика лучше, чем что? Чем лечение, правильно. И это все равно, что если я попрошу вас назвать мне пин-код вашей кредитной карты, вы мне его не раскроете. Если я приду к вам в гости, вы не ставите передо мной все свои депозитные сертификаты, все драгоценности, вы не выносите свои деньги и сбережения только из-за того, что я ваш друг. И поэтому все должно быть открыто. Нет, вы бережете драгоценности в безопасном месте, может быть, в банке или в сейфе, в котором у вас есть клиентская ячейка. Но ведь это всего лишь деньги, это всего лишь материальные вещи. Так что не вините нас и не вините Бога за то, что Он сказал нам, чтобы наши матери, жены, дочери укрывались и были в безопасности. Коран не может быть на английском языке. Коран не может быть ни на каком другом языке. Это перевод смыслов. Кораном считается Коран на арабском языке. Это формула Корана. То, как он был сохранен, то, как он был прочитан, и то, как он читается. И только он считается Кораном. Но то, что было сделано, всего лишь для того, чтобы люди поняли и ознакомились с Кораном. Это считается переводом смыслов. Но это не Коран. Так, я отвечу еще на один вопрос, перед тем, как выслушать вон ту очень активную сестру. Так, человек спрашивает об отделении. Почему мусульманок отделяют? Да мы не отделяем их. Мы не отделяем их. Отделение отличается от разделения. Например, на дверях туалетов есть надписи «мужчины» и «женщины». Не так ли? Почему? Почему просто не написать «туалет»? Потому что есть восприимчивость, которой мы, как нравственные, порядочные и достойные люди, образованные люди, относимся как к чему-то щепетильному и личному, то должны скрывать женщины, которые не пойдут в общественный туалет. Да, может быть, в Амстердаме или других городах Европы есть общественные туалеты, но это исключение. Но в большинстве случаев они разделяются на мужские и женские. Потому что у человека есть врожденное чувство восприимчивости между мужчиной и женщиной. В исламе для нас не связано это с врожденным чувством, но Бог внушил нам разделение полов. Это не говорит об абсолютном разделении, то мы не можем видеть и общаться друг с другом. Но в общем, например, когда мы в гостях, я не могу сидеть с его женой
и танцевать с ней, а он не может сидеть и танцевать с моей женой, как будто это всего лишь дружеские отношения. «О, Боб, заходи к нам в любое время». Мы не делаем этого. Я прихожу в гости к Бобу или Абдулле. Жена Абдуллы приходит в гости к моей жене. Я не общаюсь с его женой, а он не общается с моей. Хотя могут быть случаи, когда мы едим вместе. Наши семьи общаются. Но в общем, после достижения мальчиками и девочками возраста 7 лет, даже если они брат и сестра, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: разделяйте их постели. А когда они достигают возраста менструации, они переходят к другому уровню сознания. Разделяйте их в их кроватях. Для чего? Чтобы предупредить и защитить их от склонностей, которые у них есть. Склонности, которые проявляются в цивилизациях, в которых не предпринимается такая защита. Мы подчиняемся всемогущему Богу. Мы делаем только это. Иногда мы должны просто верить в то, что приказывает нам Бог. И это приносит пользу здоровью. А иногда Он приказывает нам не делать чего-либо. И позже мы узнаем причину, почему. И мы не извиняемся за это. Мы говорим, что это дает нам чувство собственного достоинства. И это дает нам развлечение. Будь то хиджаб для женщины, будь то разделение мужчин и женщин, это дает нам развлечение. Это дает нам чувство собственного достоинства, защиту и нравственность. Поэтому мы делаем это. Так, позвольте мне ответить на этот вопрос. Если бы Бог существовал, не спросил бы Он себя о смысле своего существования. А следовательно, оно должно исходить от чего-то более высшего, чем Он. А это кажется слишком невероятным. Я постараюсь ответить на этот вопрос после лекции. Я вообще считаю, что я не вправе говорить о сущности Бога, но я скажу вам, что Бог говорит в Коране. Я переведу смысл этого. Всемогущий Бог. Нет божества, кроме Него, живого, сущего. Не овладевает им ни дремота, ни сон, как следствие какой-либо работы. Ему, всемогущему Богу, принадлежит то, что в небесах и на земле. Ему не приносит усталость их сохранение и поддержание. Его трон объемлет небеса и землю. Это описание, которое Коран дает относительно всемогущего. Мы следуем ему и его смыслу. То, как Бог сказал о себе, то мы и говорим. А те, кто берет на себя ответственность спросить, если Бог создает, то кто создал Бога? Если этот вопрос беспокоит и волнует вас, то нас он не интересует. Он первый, без всякого начала. И Он последний, без всякого конца. Он создает и не нуждается в раздумьях. Он создает из ничего. И все многообразие, которое мы видим и не видим, микро- и макросоздание, является результатом творения Бога. И то, что мы называем существованием, является частью Его творения. Бог является Творцом, а все, что является частью бытия, является творением. И если вы понимаете разницу между дарующим и одаряемыми, вам не нужно задавать этот вопрос. Создатель не подвластен законам творения. Если это является для вас трудным для понимания, то я советую вам найти наставника. И человек, который задал этот вопрос, вам нужен наставник. Вам нужно продолжать задавать этот вопрос. Но вы должны поговорить с теми людьми, которые смогут вам помочь разобраться в нем. Потому что как человек с ограниченным сознанием, с ограниченным мозгом, я могу задать вам простой вопрос, на который вы не сможете ответить. Намного проще того вопроса, который задали вы. Просто задумайте цифру 2.
и умножьте ее на себя 20 раз. Просто цифру 2. Я не говорю вам о числе 3000. Просто цифру 2. Умножьте ее 20 раз про себя. И выяснится, что вы не сможете это сделать. Тот, кто здесь сидит, если ваш мозг не может решить эту задачу, то как вы можете говорить о том, кто создал Бога или что-то подобное? Например, если Бог создал что-то, то кто создал Бога? Это вопрос не для вас, и даже не для меня. Это просто головоломка. Создатель не подобен созданию. Создания подчиняются правилам, порядкам и законам, которые можно исследовать и изучить. Творец создает из ничего. Это то, как Творец описывает себя Аврааму, Моисею и всем остальным пророкам, но они не задавали этого вопроса. Поэтому и я не отвечаю на этот вопрос. А те, кто не хотят верить в Бога, атеисты, вы агностики, как бы вы себя ни называли, но вы все же подчиняетесь тем же законам. Неважно, являетесь вы атеистом или нет. Когда вы устаете, вы спите. Когда у вас жажда, вы пьете. И когда придет конец вашей жизни, вы умрете. Поймете вы причину этого или нет. То есть вы все же подчиняетесь этим законам. И тому, кто создал и подчинил вас им. Мы говорим вам нужно подумать, почему вы живете, что вы должны делать и какова цель жизни. Это ваша главная задача. Почему вы живете, к чему вы стремитесь и какова цель жизни. Когда вы выясните и ответите на эти вопросы, я думаю, ответ на этот вопрос станет для вас ясным. Да, пожалуйста. Из арабской истории приходит, что во времена Мухаммада законы шариата оказывали большое влияние, и многим доводилось выбирать, стать союзником и стать мусульманином, или испытывать страдания. И очевидно, что многие христиане были убиты. Правда это или нет? Это неправда. Конечно же, это неправда. Это миф и историческое заблуждение. И как бы это ни было, это неправда. И, конечно, я понимаю, что вы выучили все это, но вы не выучили никаких точных сведений из исламской истории. Если вы посмотрите на слово «шариат» и на то, что оно означает, то увидите, что это категория. Подождите, мой друг. Вы использовали слово «шариат». Вы знаете, что это такое? Нет, я не знаю. Вот видите? Когда вы используете терминологию, по крайней мере, вы должны знать, что она означает. Шариат — это название широкой сферы исламской юриспруденции, в которой есть категория в исламской юриспруденции, которая упорядочивает и определяет права немусульман, которых называют, этих немусульман, которые проживают в исламском государстве, их называют Ахлюль-Зимма. Ахлюль-Зимма. Это словосочетание приблизительно означает те, которые обязаны платить налог. Но ведь я не имел в виду налог. Это всего лишь ответ, сэр. Те, которые обязаны платить налог, потому что они живут в безопасности под укрытием ислама. Я хочу упростить свое объяснение, чтобы вы не смеялись и не думали, что это глупость. Вы австралиец? Да, я австралиец. Вы согласны с тем, что люди, которые живут здесь, должны платить налоги? Да, я с этим согласен. Хорошо. Почему они должны платить налоги? Потому что они пользуются учреждениями, безопасностью и пособиями этого государства. Не так ли? Да. Хорошо. Аналогично этому исламский закон устанавливает, что не мусульмане, которые живут под исламским правительством, должны платить особый налог. Почему? Потому что, во-первых, их не призывают в армию. Они не должны участвовать в войнах. Во-вторых, они имеют те же права, что и мусульмане. У них те же права.
Я даю вам возможность послушать о том, что вы сказали, несмотря на то, что вы были неправы. Я даю вам определение и прошу вас, по возвращении домой, посмотреть значение слова «шариат». Введите это в ваш компьютер и объективно изучите его значение. Я хочу вам сказать, что если некоторые мусульмане исполняют шариат неправильно, они не хуже тех христиан, которые выполняют неправильно каноны христианства. Но это не обвинение в адрес шариата, и это не обвинение в адрес Иисуса Христа, как я говорил об этом ранее. Я был достаточно открытым и честным в этом вопросе. Я сказал, что мусульмане вели себя чрезмерно в отношении христиан, буддистов, индуистов, иудеев, в некоторых случаях. Но это не вина Корана. Это не вина пророка, да благословит его Аллах и приветствует, как и не характеристика исламской цивилизации. И мне кажется, я сделал различие между исламской цивилизацией и мусульманами. Разве я не говорил об этом? То есть я хочу сказать, что вам нужно сделать? Это пойти домой и ввести слово «шариат», а затем внимательно изучить. Потом взять мою визитную карточку, перезвонить мне и изменить свое суждение. Но при этом вы должны быть объективны. Аналогично, если я хочу сделать некоторые замечания по поводу Австралии, потому что я что-то слышал, что-то читал, что-то думал, а потом кто-то исправил меня и сказал мне об этом, нет, это неправильно. Что мне нужно сделать? Если я понял, что это неправда, мне следует сказать, что я ошибался, и извиниться, и поменять свое мнение. Я думаю, что вы поступите так же, когда узнаете истину. А город Мекка называется Харам. Почему? Потому что он неприкосновенен. Отдельное место в доме, где женщины могут снять одежду и расслабиться, также называется харамом. И таким образом, эти слова однокоренные. Да, конечно, в мусульманской цивилизации были подобные случаи, как они были и в других цивилизациях, но основа этому не ислам. Я повторяю это снова и снова. Я пришел говорить об исламе, как о системе, как о законе, который не спаслал Бог, как руководство. Я не пришел говорить о тех людях, которые отклонились от него. Отклонившиеся люди являются исключениями. Они не относятся к правилу. Я всего лишь прошу христианина, не мусульманина, быть справедливым. Не нужно хватать слова с потолка в качестве примеров, говоря, разве мусульмане не сделали это, разве мусульмане не сделали то. Я говорю сейчас не о вас. Изучите ислам всесторонне и объективно. Что на самом деле сказано в Коране? И что на самом деле сказал пророк Мухаммад? Какие существуют свидетельства об исламской цивилизации, а не те ошибки, которые совершили некоторые мусульмане? Потому что если я хочу быть объективным и справедливым в отношении христианства, вначале я должен посмотреть на источники, что говорит Иисус Христос, как Он жил, и как жили Его сподвижники, и какими были их принципы. И если я удостоверюсь, что они были благородными, порядочными и достойными людьми, я не виню тех, которые называют себя христианами, за все преступления, которые они совершили против мусульман и других, и до сих пор совершают. Я не виню их. Я не виню христиан за Чарльза Мэнсона, за Тимоти Маквея, или RRA, или Джима Джонса. Я не виню за это христиан. Тогда почему же мы продолжаем ругаться за ошибки, которые совершили в разное время, на протяжении 500 лет, некоторые мусульмане, не выяснив или даже не прочитав Коран? Но вы знаете, я читала Коран, и я нашла в нем нечто нехорошее. После того, как в Коране говорится, что мужчины являются попечителями женщин, в следующем стихе говорится, что женщин следует побивать. Не является ли это половой дискриминацией? Ведь это возмущает нас. Ну, на самом деле вы используете слова без контекста. Здесь не об этом говорится, что некоторых непокорных женщин нужно бить. В Коране есть стих, в котором использовано слово «это арабская терминология, которая означает «предостерегайте их». И здесь «ядриб» могло означать «бить», «ядрибухунна» могло означать «бить». Но давайте возьмем в качестве примера пророка, потому что это было ниспослано ему, так? Читали ли вы когда-нибудь что-либо, где пророк приказывал бить женщин? Читали ли вы сами что-нибудь, где пророк говорил сам или сам бил женщин? Нет, не читала. Хорошо, этого достаточно.
Но я имела в виду... Подождите. Дело в том, что ни у кого из женщин, которые сидят здесь, ведь нет синяков под глазами. Я не имею в виду, что нелепо думать, что ислам приказывает нам бить женщину, если она сделала ошибку, или у нее есть какие-то отклонения, или она глуха. Это слово, которое использовано в Коране, может иметь значение «побить», но здесь оно означает «предостерегать». Вот что оно означает. А почему же мужчина имеет право сделать это? Это уже другой вопрос, который, возможно, мы сможем здесь разрешить. Но битье женщин, избивание женщин, притеснение женщин, пытки над ними, заточение их в темницы и все то, как хотят показать мусульман, все это неправильно. И это несправедливо. Это неправильно. Давайте будем справедливыми. Я хочу спросить, сколько мусульманок находится здесь? Сколько мусульманок в этой комнате? Вы можете встать, пожалуйста? И я прошу любую женщину, честно, откровенно, подойти к любой из этих мусульманок и спросить, притесняет ли их Коран, ограничивает ли их Коран, их права, их обязанности, несправедлив ли Коран по отношению к ним, делая их второстепенными людьми, чувствуют ли они себя униженными и оскорбленными, эксплуатируют ли их, верны ли эти описания. И если они, эти самые женщины, как мы можем описывать их, не разузнав об этом у них самих? Это было бы несправедливо. И каждый раз, когда вы пытаетесь понять что-то на языке, которого вы не знаете, не поговорив с теми, кто разбирается в этом, вы подходите к этому с предвзятостью. Очевидно, что возникает какое-то искажение. Я говорю вам, с самого начала, попытайтесь на мгновение убрать все эти искажения. Не вы, но ведь я говорю только о написанном. Это о том, что по вашему мнению было написано. Это не было написано, это было переведено. Хорошо. Точно так же, как я ответил этому джентльмену, который сидит там. Вы слышали мой ответ на его вопрос? О переводе. Давайте посмотрим правде в глаза. Если вы что-то скажете в ухо этой девушке, а она скажет это в ухо другому человеку, и пока эти слова дойдут до конца этого ряда, что с ними произойдет? А это всего лишь 5 слов. Они будут искажены. Они будут неправильно поняты. Их смысл изменится. А что же насчет священной книги, которая была ниспослана 1424 года назад, на языке, который вы не способны даже прочитать? Я прошу всех остальных, будьте справедливыми, будьте объективными и будьте честными. Если вы хотите читать Коран, не идите в библиотеку, читая что-то, что, по вашему мнению, является переводом, только из-за того, что вы женщина, читая только о женщинах. Но ведь этот перевод продается в магазинах. Мне безразлично, где он продается и кто его покупает. Если я предлагаю вам что-то, то ожидаю выполнения этого. Если вы берете книгу, в которой 6626 стихов, то только из-за того, что вы женщина, не нужно читать стихи, касающиеся только женщин, неправильно толкуя. Нет, прочитайте всю книгу. И во-вторых, я размышляла над этими стихами. О, ну это прекрасно. Это прекрасно. Но мой совет вам. Как ваше имя? Как? Отлично. Уважаемая, позвольте мне вам посоветовать. Размышляете ли вы над принятием ислама или нет, но я советую вам, как и раньше, 7 раз примерь, 1 раз отрежь. Ведь Коран — это не что-то, что можно просто открыть и произвольно читать. Вы ведь умный человек, но можете ли вы открыть книгу по фармакологии и просто прочитать ее? Можете? Можете? Эта книга была переведена Маудуди. Разве он не является специалистом? Нет, Мавдуди не является авторитетом нашей религии. Извините, не является? Нет, не является. Тогда извините, он обычный мусульманин. Я снова вам повторяю, вы можете неправильно истолковать что-то, с чем вы не знакомы, и это то, что я хочу донести до вас. Я не осуждаю вас и не делаю вам замечаний, не отделяю вас. Я хочу вам сказать, что если вы хотите что-то понять, вы не можете это понять на основе собственных суждений, так как вы новичок. Есть мусульмане, которые являются таковыми всю свою жизнь, но они некомпетентны в толковании Корана. Вам следует пойти к кому-нибудь
кто является авторитетом, знатоком языка и религии, и спросить у них: «Вы не могли бы мне объяснить этот аят?» И они сделают это. Если вы проделаете это шаг за шагом, то у вас будут ответы на все эти вопросы. Но если вы не сделаете этого, у вас будут понятия, уникальные для вас, которые вы сделали сами. Вот что произойдет. Я задал вам вопрос: может ли любой новичок фармакологии, сидящий здесь, просто открыть книгу или справочник по фармакологии и прописать для себя лекарство против определенной болезни? Могут ли они это сделать? Ведь эта книга написана на английском. Вы не сможете этого сделать. Поэтому вы идете к врачу, и он ставит вам диагноз. А после получения диагноза, этого прогноза или плана по лечению, он пишет на латинском языке рецепт и просит вас зайти в следующий кабинет или пойти дальше по улице к фармацевту. Этот фармацевт выполняет рецепт, написанный на латинском языке, составленный на основе фармакологического справочника, а затем он объясняет вам порядок приема лекарств. Принимайте это по 3 раза в день, до или после еды. И мы соглашаемся с этим. А в данном случае мы ведь говорим об откровении всемогущего Бога, небесном откровении, которое мы считаем таковым. Как может новичок просто открыть его и понять его смысл? В нем есть контекст. И прошу каждого христианина и не мусульманина размышлять над его контекстом. Вот в чем дело. И ваши вопросы искренни, абсолютно искренни. Но если вы хотите получить пользу от вашего поиска знаний, существует определенный порядок их получения. Вы не поступаете в университет после начальной школы. Вам нужно следовать определенной системе. Хорошо, я отвечу еще на несколько вопросов, пока у нас еще есть время. Да, прошу, пожалуйста. Что вы сможете сказать об упомянутом в Коране понятии «священная война»? Священная война. Ее нет. Абсолютно не существует такого понятия, как священная война. Такого понятия не существует. Есть слово «джихад». И на арабском он не означает «священная война». Джихад произошло от слова «джахада», которое имеет значение прилагать усилия, бороться, устанавливать на земле то, что Бог приказал нам. Вначале, начиная с нас самих, а затем охранять или защищать, побуждать к одобряемому и запрещать порицаемое, потому что Бог сказал: если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других людей, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминается имя Аллаха. О чем здесь говорится? О том, что если бы на земле не было органа, который бы регулировал жизнь людей и судил бы между ними, а в некоторых случаях удерживал бы людей от нарушений, вся земля была бы открыта для этих нарушений со стороны тех, кто их совершает. Слово «джихад» в значении «война» означает следующее. Когда на нацию ложится ответственность, возложенная Богом, сдерживать нарушения или аморальность другой нации, это называется джихад. Не священная война. Я думаю, что если любая страна в мире имеет суверенное право защищать свои интересы, то и у Бога есть суверенное право приказывать своим творениям защищать его религию. И мы не оправдываемся, говоря об этом. Я не говорю о захвате заложников, о фанатизме, о священной войне, или еще о чем-либо, или о каких-либо других вещах, об Иране и вещах, которые совершаются там, и о других, и о всем, с чем ассоциируется священная война. В Коране ничего не сказано о священной войне. Она называется джихадом. Да, джихад священен, потому что иначе как может кто-либо воевать за справедливость во имя Бога и быть убитым, раненым или захваченным? Почему они еще делают это, если не считают это священной обязанностью? Почему пожарник выполняет свою работу, если он не считает это своей обязанностью? Почему полицейский выполняет свою работу, если он не считает это своей обязанностью? Почему солдат любой армии подвергает себя опасности, если он не считает это своей обязанностью? Мы, мусульмане, в некоторых случаях чувствуем, что должны подвергнуть себя опасности, чтобы побудить к одобряемому и запретить порицаемое, и сдерживать тиранию и агрессию на земле. И иудеям, и христианам
посылались пророки, посланники и Писания. Но после того, как эти пророки и посланники приходили к ним, они искажали Писание, а в некоторых случаях убивали пророков. И после этого приходил другой пророк, чтобы исправить эти искажения, разъяснить и продолжить послание и святость пророка, который приходил до него. Дело здесь касается их искажения Писания. Да, пожалуйста. Вы понимаете, если говорить о стихе «Бог окончательный судья» и ограниченности и испорченности людей, если Бог может рассудить их сам, для чего существует необходимость в пророках и призывавших вернуться к истинному пути? Вы понимаете, тот стих, который вы прочитали, «Бог окончательный судья». Да, Бог окончательный судья, но здесь имеется в виду Его Слово, посредством которого мы судим. Это не что-то абстрактное. То есть как будто нас не будут судить, пока мы не встретимся с Богом. Нет, существует справедливость, достигаемая посредством Божьего Слова. Поэтому Коран не только духовное откровение, но это также книга судейства и законодательства. То есть, говоря, что Бог окончательный судья, мы имеем в виду, что если мы с вами расходимся в чем-то, то мы возвращаемся к книге Бога, чтобы разрешить этот вопрос. И это не оставляется нами на судный день, чтобы мы сказали, в конце концов, Бог рассудит нас. Нет. Слово Бога может рассудить между нами сейчас. Вот что это значит. Да, сэр. Почему вы считаете, что последним пророком был именно Мухаммад? Так, давайте для начала тогда начнем это в связи вместе с Иисусом Христом. Иисус Христос сказал своим сподвижникам, что Бог заберет его. И они спросили его: «О, учитель, что случится, если ты покинешь нас?» Он сказал: «Не бойтесь. Если я покину вас, Бог пошлет вам доверенного, или мы можем перевести это как советника. Но я должен уйти, потому что если я не уйду, он не придет. Вы узнаете его, потому что...» И он упомянул 4 причины. Вы узнаете его, потому что ваши сердца и уши, ваши сердца и умы не готовы к этому, чтобы я рассказал вам обо всем сейчас. Но когда он придет, этот доверенный, этот советник, он расскажет вам все в подробностях. Это первый признак. То есть все, о чем говорил Иисус, все, что Он объяснял, все это разъяснит этот доверенный. Это тот советник. Второй признак. Он не будет говорить от себя. Но все, что он будет говорить, это будет только то, что он услышит от Бога. То есть второй признак состоит в том, что он не будет говорить по своему желанию. Но он будет говорить то, что ему будет спосылаться от Бога. Это второе условие. Третий признак состоит в следующем. Все, что он услышит от Бога, он разъяснит все в подробностях. То есть здесь говорится о книге с подробным описанием. Все, что будет ниспослано от Бога, будет подробно разъяснено. И четвертый признак. То, что он услышит от Бога, останется с вами навсегда. Это четвертое условие. Так кто же из людей после Иисуса Христа заявил, что получил откровение от всемогущего Бога, которое соответствовало бы этим 4 признакам? Первое — говорило бы обо всех аспектах жизни человека и установило бы для нее законы. Второе — то, что он ничего не говорил бы от себя, но все, о чем бы он рассказывал, было бы от Бога. Все, что есть в Коране, это не слова Мухаммада. Все это он услышал от Бога, и это можно проверить и установить. И четвертое — это останется с вами навсегда. Простите, третье. Он объяснит это все в подробностях. В Коране есть стих, который говорит: «И не спаслали мы тебе эту книгу для разъяснения всего, и как прямой путь». И четвертое. Коран — это откровение, которое запомнили во времена, когда он был ниспослан, и которое сохранилось до сегодняшних дней, благодаря чему оно распространилось и сохранилось для всего мира.
то есть останется с вами навсегда. Также среди того, что он упомянул, было следующее. Когда он придет, то упомянет меня. И в Коране есть глава, которая называется Марьям. Кто такая Марьям? Это мать Иисуса, не так ли? Почему бы Богу, не ниспославшему Коран Мухаммаду, не назвать главу именем матери Мухаммада, а его мать звали Амина? Мы бы подумали, что если есть глава с именем матери Иисуса, то должна бы была и быть глава с именем матери Мухаммада. Но такой главы нет. Однако есть глава, названная именем матери Иисуса. Почему? Потому что эта глава рассказывает о том, как бабушка Иисуса, которую звали Ханной, родила Марию. Рассказывается, как Мария забеременела и родила Иисуса Христа. Рассказывается о рождении Иисуса Христа. Рассказывается о всех чудесах Иисуса Христа. По этой причине глава была ниспослана этому пророку, чтобы он подтвердил то, что предсказывал Иисус. И если Коран является тем, что сказал пророк, поистине это последнее откровение от всемогущего Бога, а я последний пророк к людям, не к арабам, не к людям моего времени, но для всех людей, всех времен и всех мест. Следовательно, это исключает необходимость прихода другого пророка, ниспосылания другой книги или коррекции системы Бога впоследствии. Таково положение Корана. Братья и сестры, честно говоря, мне бы хотелось ответить на как можно большее количество вопросов, но мы ограничены во времени. Я отвечу еще на один вопрос. И не обижайтесь, если я выберу не вас. Я выберу вот эту леди. Извините, но вы вырвали фрагмент в отрыве от контекста. Вы процитировали отрывок из книги Иоанна, в которой Иисус сказал, что «я пошлю к вам доверенного». Но в этом же отрывке Иисус также сказал, что доверенным был Святой Дух, который будет в тебе и будет с тобой и подтвердит твою истинность. Таким образом, Иисус в одном отрывке Писания разъяснил, кем именно был этот доверенный советник. И здесь не говорится об исламе и Мухаммаде. Об этом нигде не упоминается. Хорошо. Я объяснил вам. Вы правы. Я объяснил вам и обосновал то, что на самом деле я не пересказывал это дословно. Подождите минутку. Я не пересказывал это дословно, потому что я не специалист в Библии. Я говорил вам в контексте. Простите, я не спорю с вами. Я вас выслушал и отвечаю вам. Когда я говорю, вы не должны говорить. Это ведь справедливо. Хорошо? Я спрашиваю вас. Вы сказали, что это был Святой Дух. Это не я сказала. Хорошо, если не вы сказали, это сказал Иоанн. Я сказала, что об этом сказал Бог. Хорошо, если вы сказали, что об этом сказал Бог. Если вы сказали, что Бог говорит здесь о Святом Духе, тогда какая книга, какой пророк, какое откровение пришло после Иисуса Христа, которые соответствовали бы этому пророчеству? Троицын день пришел Святой Дух и выполнил это пророчество. Какой день? Троицын день. В день Троицы пришел Святой Дух и исполнил это пророчество. Хорошо, если это ваше мнение, если это ваша интерпретация, хорошо, если это интерпретация Бога, основанная на связи, установленная вами, я не буду с вами спорить. На всякий случай я дам вам другую ссылку. Существует 5 книг, которые вы называете апокрифы. Вы слышали о них? Да. Эти 5 книг, которые были исключены Римской католической церковью, которые им не понравились, они называются апокрифы. Одна из этих книг называется «Евангелие от Варнавы». И кем был Варнава? Передается, что он был апостолом Христа. Хорошо. Вы верите в это? Да, отлично. Мы знаем из истории, что Варнава был слепым апостолом Иисуса Христа.
Но тот факт, что его книгу изъяла Римская католическая церковь, еще не говорит о том, что мы не можем ее использовать. Этот документ, этот исторический документ. Иоанн, о котором вы говорите. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Просто если вы не знали это, я дам вам немного информации. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Какая была их фамилия? Подождите. Хорошо. Тогда я хочу, чтобы вы сделали следующее. Я хочу, чтобы вы, если вы правы во всем, в той информации, которую вы дали о Троицам дне, чтобы это все было ясным, точным и так далее. Я прошу вас отвечать точно, насколько это возможно. Если вы не знаете, просто скажите: «Я не знаю». Я знаю, что Иоанн видел Иисуса и был его апостолом. Отлично. Позвольте теперь мне сказать. И то, что я использую, это не мусульманский источник. И будьте немного терпеливы. Поставьте себя на мое место и будьте терпеливы. Я прошу вас, и всех, кто здесь находится, заглянуть сегодня в энциклопедию Британика, или в христианскую или католическую энциклопедию, и посмотреть информацию о 4 Евангелиях и о тех, кто их написал. Вы найдете, что первое Евангелие было написано через 40 лет после Иисуса. Я спрашивала не об этом. Хорошо, мы больше не будем об этом говорить. Я спросила, почему вы цитируете фрагмент в отрыве от контекста, и не просила читать целую лекцию. Так я и не читаю лекцию. Вам ведь нужно понять. Как вас зовут, мэм? Вики. Вики, вам нужно понять, что когда вы задаете вопрос, я отвечаю. Я отвечаю аудитории. Если вы задаете вопрос, поймите, что я отвечаю аудитории. Но вы говорите не по теме. Я говорю о том, о чем хочу. Это мое право. Нет, простите. Я имею право говорить о том, о чем хочу, чтобы разъяснить ваш вопрос. Если вы не хотите меня слушать, это одно. Но так как вы упомянули об Иоанне, я хочу объяснить вам, что Матфей, Марк, Лука и Иоанн, и первый из них писал через 40 лет после Иисуса, а последний из них писал через 80 лет после Иисуса. Ни Матфей, ни Марк, ни Лука, ни Иоанн не видели Иисуса Христа. Не ходили с Иисусом Христом, не ели с Иисусом Христом, даже не молились рядом с Ним. Они вообще Его не знали. Простите, но Иоанн был апостолом, а Лука был историком. Это вовсе не так. И вы узнаете это. Следующее, на что я хочу вам указать, Вики, что исторически Матфей, Марк, Лука и Иоанн, все они написали в начале своих книг Евангелие от такого-то, от такого-то, от такого-то, от такого-то. То есть Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. И ни один пишущий от первого лица никогда не скажет от такого-то. И естественно, что 4 разных человека не напишут от такого-то. И все 4 также не написали своих фамилий. Итак, 4 писателя. И согласно истории, не моей истории, а отцов-основателей церкви и библейских авторитетов, все сошлись на том, что Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Самый ранний из них писал через 40 лет после Иисуса Христа. Они никогда не ходили, не разговаривали, не молились, не жили и не видели Иисуса Христа. И кроме этого, человек по имени Павел, который написал остальную часть Нового Завета. Человек по имени Павел, он также не ходил, не говорил, не молился, не жил и не знал Иисуса Христа вообще. Но в его пользу говорится, что когда он был на пути в Дамаск, вылавливая христиан, потому что он был человеком, который ловил преступников за вознаграждение. У него было видение. Он упал с коня и услышал голос, который назначил его апостолом Иисуса Христа. А что же отличает его от Мухаммада, друг мой? О, это уже другой вопрос, Вики. Но вы не ответили на первый. Тогда не задавайте второй. Послушайте, Вики, все, что я хочу, это совершенно очевидно, что мы не сможем уладить этот спор здесь. Потому что, извините, ваши воззрения формировались годами, так же, как и мои. Вы делитесь со мной некоторой информацией, а я делюсь с вами. Но, по-моему, то, что мы должны сделать, это не решать этот спор. А все мы, не только Вики и Халид, мы все можем обратиться. Я не говорю, что мы должны обратиться к Корану или к каким-то мусульманским писателям. Я говорю о католической энциклопедии.
Обратитесь к энциклопедии Британика, обратитесь к отцам-основателей церкви и писателям, и вы увидите, что Матфей, Марк, Лука и Иоанн никогда не видели, не ходили, не говорили и не знали Иисуса Христа. Но это не то, о чем говорит Библия. Хорошо, мы больше не будем об этом спорить. Я лишь пытаюсь сказать вам, что другой пример, который я хочу вам привести, если мы не хотим говорить о Матфее, Марке, Луке и Иоанне и так далее, это Евангелие от Варнавы, которое вы вообще не хотите принимать. Евангелие от Варнавы я хочу, чтобы вы обратились к энциклопедии, о чем я просил вас ранее, если осмелитесь. И видите словосочетание «Святой Варнава» или видите слово «апокриф» и прочитайте о святом Варнаве, где конкретно было упомянуто имя доверенного. Мухаммад, превосходный. И это Варнава. Конечно, вы можете с этим не соглашаться. Итак, у нас есть исторические сведения, которые мы можем сравнить, и которые я вам предоставил. Я не использую это как авторитетный источник, как и не использую Иоанна в качестве авторитетного источника. Я использую их как справку, и только, не как авторитетный источник. Вы можете это принять, можете отвергнуть, как и мы. Для нас это не является доказательством того, кем был Мухаммад. Но доказательством для нас является то, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, подтвердил жизнь Иисуса Христа, его рождение, его мать, его чудеса, его пророчество, его послание, и он упомянут в Коране, поэтому нет в этом сомнений. Вот в чем дело. Не в Матфее, Марке, Луке и Иоанне, или Варнаве, но в том, что Иисус Христос был подтвержден в Коране. Если вы достаточно искренны, я советую вам обратиться к энциклопедии и проверить то, что я сказал. А также откройте Коран и посмотрите то, что сказал Коран в 3 главе, которая называется Аль-Имран. И посмотрите также, что сказал Коран об Иисусе Христе. И совпадает ли это с вашим мнением? Потому что все дело в этом. Мы не пытаемся здесь сделать кого-нибудь мусульманином или заставить вас отказаться от того, во что вы искренне верите. Мы просто пытаемся расширить ваш кругозор, чтобы вы, если вы достаточно объективны, продолжили исследование. Не переоценивайте себя, потому что это мешает вашему развитию. Если вы заслуживаете 10, то поставьте себе 9. Оставьте окно открытым, и вы увидите в этом окне то, что может увеличить ваши знания. Братья и сестры и гости из числа не мусульман, я хочу сказать вам огромное спасибо. Я очень признателен за ваше терпение. Я благодарю не мусульман, которые пришли сюда и потратили свое время. Вы могли не согласиться со мной, и в этом нет ничего страшного. Мы признательны вам за вашу снисходительность, терпение и толерантность. Мы надеемся, что сказали то, что натолкнет вас на размышления, что-то интересное, благодаря чему вы продолжите свои исследования. Мы надеемся, что кто-то из вас продолжит свои исследования объективно об исламе, и вы узнаете, что это откровение, которое приемлемо для вас, что это вдохновение, которое принесет пользу вашей жизни и заполнит ее, и вы узнаете о жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и, возможно, вы подумаете, что он был личностью, который достоин, чтобы вы приняли его. И вы поймете, что ислам — это предложение, на которое вы, возможно, ответите, какой бы отдаленной эта возможность ни была. Именно это предложение мы пришли вам сделать. Будь это Вики, или эта девушка, или вон тот мужчина, или любой из тех, кто задавал вопросы. Мы никогда не намеревались клеветать на имя Иисуса Христа, или на христианство, или любого верующего. Единственное, что мы хотим, это показать, чем, на наш взгляд, является предложение ислама, и открыть это окно для вас. И мы просим Аллаха, Свят Он и Велик, принять это от нас. И те из вас, кто желает продолжить это обсуждение, потому что вы очень хотите что-то сказать или еще что-нибудь, или не смогли это сделать, мы дадим вам эту возможность. Наверху у нас есть небольшая комната, в которой я буду находиться еще в течение 20, может быть, 30 минут, и отвечу на некоторые вопросы. Если кто-нибудь из вас хочет спросить меня о чем-нибудь и не хочет говорить об этом здесь, если это что-то провокационное об исламе, я буду наверху, буду сидеть в этой комнате и выслушаю вас по воле Аллаха. И большое вам всем спасибо.
делал все, что делаем вы и я, а по ночам выстаивал молитвы по 4 и 5 часов подряд. А на следующий день сражался в битвах, выстраивал армии, давал наставления и приказы, разъяснял Коран, улучшал нравственность людей. Как мог человек делать все это и при этом выстаивать по 4 или 5 часов в молитвах за всю ночь? Каким же должен быть человек, чтобы делать все это? Позвольте мне вам рассказать, что после того, как Христофор Колумб вернулся и закрепил эту землю для короля Фердинанда и королевы Изабеллы, они отправили туда еще больше кораблей. И в течение 150 лет они дестабилизировали, унизили, убили, ликвидировали, уничтожили 89 миллионов коренных индейцев, как они их называли, чтобы контролировать то, что они называли новым миром. Так, у нас уже есть 56, 89. Давайте посчитаем все цифры. Сколько? 487 миллионов. Это почти 500 миллиарда человек. Они никогда не назовут все эти действия, весь этот беспредел, все это беззаконие, все эти вторжения, криминал, оккупацию, дестабилизацию, убийство и насилие, преступления против человечества, они никогда не назовут их как? Терроризм. Это невероятно. Как понятие может быть навязано миру, у которого широко открыты глаза? И во все времена люди ходят в церковь, читают Библию, разговаривают со своими священниками, их лидерами, между собой, вокруг обеденного стола, молятся Богу с открытыми или закрытыми глазами, и не понимая при этом Троицу, но соглашаясь с ней, что это просто мистика, которая не поддается объяснению. Позиция ислама относительно этого – это то, что в общем, роль мужчины – это защищать. В общем, по большей части защищать, представлять. Как, например, вы никогда в истории не услышали бы, что одна страна идет с войной на другую страну, посылая против нее только женщин. Такого не было. И в этом есть причина. Учитывая полную свободу, Америка все же посылает женские отряды, так как в основном, отвечая на вопрос этой леди, они равны перед Богом, но они не одинаковы. И если здесь пробежит крыса, то женщина сразу сделает вот так. А мужчина сделает вот так. Но ведь так же. Неужели вы думаете, что если он совершит утреннюю молитву, он перестанет планировать ограбить банк? Или мужчина звонит женщине, или женщина звонит мужчине, они хотят встретиться. Итак, когда мы встретимся? До обеда или после обеда? Лучше в обед. Хотя нет, подожди, ведь полуденная молитва. Ну хорошо. Давай перед тем, как все это сделаем, сначала помолимся. Так что ли? Хорошо, помолились. Надо увидеться. У тебя или у меня? Нет, к тебе очень долго ехать, потому что уже время послеобеденной молитвы. Совершили молитву, увиделись у тебя дома. Что будем делать? Что-нибудь выпьем, проведем время. Ой, а уже время вечерней молитвы. Да не бывает так. Весь смысл молитвы, как сказано в Коране, воистину молитва – это защита и поддержка против плохих поступков, которые совершает человек. И в один день она проснулась.
И она одевает никаб. И покрывается полностью. Больше никакой помады. Больше никаких духов. Она больше не общается с мужчинами и больше не работает. Так как она понимает, чтобы сохранить свою честь, сохранить себя, она остается дома и присматривает за ним. И ее муж говорит: что с тобой? Она отвечает: вчера я прочитала аят из Корана и прочитала хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И это заставило меня плакать и думать о моей религии. И я больше не хочу так жить. И он отвечает ей: тогда ты мне больше не нужна. Ты стала экстремисткой. И вот она уже стала чуждой. Хвала Аллаху. Если он бросит ее, мы просим Аллаха даровать ей такого же чуждого. Соседи мусульмане, мусульмане-сотрудники, мусульмане-коллеги по работе. Это именно те люди, которые блокируют путь для людей к пониманию ислама. Потому что люди запутались, и они в замешательстве от таких мусульман и их ислама. И часть из нас, раскрывая это сокровище, неподобающим образом, иногда сбивает с прямого пути и мусульман. И сейчас это сокровище открыто, ясно и чистое, без примесей, для каждого, кто его хочет видеть. И я спрашиваю любого из немусульман, который сидит здесь, этим вечером, я хотел бы поделиться с вами этим сокровищем. لا إله إلا الله. أبتغي